земли все. Вдруг холодно будет, я вытащил вон. Все одену, если что, крайняк. Короче, надо на расслабоне вести эфир. Так, всем ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Еще раз, бүгін шәмбе, 7 февраля, как мы обозначили. Вот, 7 февраля 2026 год. И тут получается, ну, сегодня отмечается в этой, так сказать, Россиюшке День государственного герба Республики Татарстан. И день рождения Муртазы Рахимова, короче. Губайдулович, вроде бы, Рахимов. 34 жылына туылған. Ну, как бы, мы можем сказать, так сказать, что президент все одинаковые, по идее. Он тоже был манкуртом, само собой. Сын свался, да, ведь там Урал сейчас в Австрии где-то живет, там имеет оружейный, так сказать, фабрику свою или завод, я не знаю, блин, в Австрии или где он там. И в итоге, короче говоря, ну, человек не из лучших, но в то же время в данный момент лучшим, я как понял, Хабирова, который сейчас, как говорится, манкурт, рулит и убивает всех башкиртов, татар и отправляет на войну. Не знаю, Рахимов бы как отреагировал бы вот этот интересный момент. Поэтому, дуслар, инде шулай искерак, так, Урал, салям. Иске алып, шулай будем смотреть, посмотреть, деген кебек, не знаю, как выставить это все дело. Телефоны. Будем говорить обо всем, сейчас новости, туда-сюда будем читать, короче, вот этот шум, не знаю, когда закончится этот, может мне туда дальше сесть, я не знаю, блин. Короче, они все равно уйдут через пару часов, мы будем больше здесь. Вот, тему эфира я примерно обозначил, День герба в нынешней, так сказать, России, Татарстана, День герба, и день рождения, так сказать, Муртаза Рахимова. Так, вот здесь я даже закидывал с этого видео его, мне закидывали. Ну вот что он говорил, вот о нем будет, так сказать, я говорю, если помните. Я считаю, в первую очередь туда надо направлять средства. Да, направлять-то надо, но, как я понял, короче, что-то не донаправлялись. Все это, все грабится, все, сами понимаете. Каждый день какие-то убийства, каждый день какие-то сжигания мечетей, в школах бардак какой-то творится. А все вот от этой власти, московской власти все это происходит. Давайте сейчас зайдем, как обычно, Куштау почитаем, потом дальше пойдем и так далее, и так далее. Вот, дойдем до того, где мы последний день остановились. Ну, конечно же, в начале прям эфира хочется сказать, может, и до него дойдем мы, конечно. Как отправили этого Сабурова, или как там, казаха, короче, домой отправили, как говорится, с казахским своим паспортом, так скажем, блядь, довыеживался. Я считаю, что это, так сказать, ну, аджабубты, как по-узбекски, да, ну вот тебе, как говорится, вот тебе так и надо, да, типа, ну, я так, может, не сказал бы, почему, потому что люди манкурты, вот они вот такого и выход в конце вот так и получается, когда люди манкурты, вот в конце как-то некрасиво получается. Если помните, все там тоже выеживались, танцевали в голой вечеринке, блин, в Питере. Киркорова, вот эти все, блядь. Потом что делали? Они потом извинялись. И потом то, сё, мосё, короче. А этого прям с границы не пустили. Ну, грубо говоря, отделался. И так, как говорится, этот Сабуров, как его имя-то забыл, блин. Хз, короче, вот это. Вот. И в итоге, ладно и это, блин. Самое интересное здесь, знаете, в чем прикол егошнего выходки? Рубил бабло, получается, с этими пидорасами, с русскими, блядь.
с там армянами, всякой вот этой хуетации, рубил бабло в Москве, блядь. Потом, блядь, хуякс, в один момент ему, блядь, индюк в жопу клюнул, так сказать, блядь, и хуякс его развернули и отправили домой. Да ведь, как мы поняли. И теперь я читаю разные, вот несколько дней я не веду эфир, вот, наблюдаю, читаю разные комментарии, одни защищают, одни что-то делают, одни так, одни говорят, ой, казах бала үйге қайтқан, туда-сюда, ну, понятно, казах едет домой, узбек был бы, узбек тоже домой поехал бы, все едут домой, понятно, Россия, как говорится, не ваш дом, по идее, блядь, если ты казах, если ты узбек. Но самые, блядь, тут самые хуёвые, блядь, что мне вот, блядь, в голову дает, блядь, как моча в голову бьет, блядь, как, вот таким выражением, что он рубил бабло там. Рубил бабло, получается, там. Если это не пиздешь, 160 миллионов рублей, блядь, его оценивается вся его хата, блин. И получается, и теперь, сейчас он херовый. Как, грубо скажем, так сказать, как использованный, блядь, гандон. Попользовались нахуй, что-то не то ляпнул и отправили нахуй. Понимаете смысл какой? Поэтому мы понимаем одну вещь, блядь, что с этим правительством шутки плохи. Шутки плохи. Или ты под них пляшешь, или ты, блядь, стелишься до конца, блядь, или уебываешь, блядь, к себе домой. И шуны хотелось бы сказать нашим манкуртам. Вот этот пример как раз-таки сіздің туғанлардан пример, так сказать, Қазақстаннан, көрші халықтан, көрші туған халықтан. Сізге мана конкретный вот вопрос, блядь, Тямаеву, блядь, Элвину Грею, блядь, вот этим пидорасам нашим, блядь, которым я 1000 раз говорю, блядь, вот, и уже говорил, я уже надоело, блядь, это прошмандовки, артисты, вот эти все, блядь, которые запошляют. Кстати, Сабуров тоже запошлял, блядь. Сабуров тоже что-то возил на СВО, блядь. Все такое. Потом вот эти видосы, когда там в Америке или где он выступал, докопались до него украинцы. Говорит, меня не впутывай, у меня, говорит, семья. Ну получается, блядь, нахуй, на 2 стульях можно сидеть, и потом как-то так, да, как-то так, блядь. Вот это и есть как раз-таки манкурское состояние человека, когда у него уже приходит тупик, и дальше он не знает, что делать, блядь. Рубишь с Путиным, блядь, этот ебучий пирог, блядь. Жрешь харамные бабки, блядь. А потом хуякс нахуй, блядь, ты хуёвый, блядь. И также, блин, башкирт для татарга также будет. Имейте в виду, узбекам 1000 раз я это объяснял. Узбеки в таком же положении. Они едут в Москву работать. Hiç bizi temiydi. Bizi temiydi. Biz işleyapız, işe boryapız, kelyapız, блядь. Все нормально, bizi temiz. Хуякс нахуй, блядь. Если помните, пару лет назад, блядь, каждый раз это границу закрыли. И они потом толпами сидят, ноют в Казахстане. Там нас выебали, тут таджики там ноют в аэропортах. Это. Вот это и есть ваше, блядь. Манкурское состояние, вот такое оно. Вы хотите, получается, нахуй, на ровном месте. И нахуй сесть, и рыбку съесть, блядь, понимаете? Пока война, qani hammasi urus pidoraslar ketgan, manqurtlar ketgan urushga biz tezgina borib O'zbekistondan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Tojikistondan Rossiyani pulini sikib qaytaylikchi degan gap bo'lyapti-da sizlarda, блядь. Понимаете, какой, блядь, маразм, блядь, нахуй, если вглубь копать, блядь. Это же, блядь, нахуй, это, как это слово правильно сказать, блядь, пособничество, блядь, нахуй. Пособничество, нахуй. Бабло рубить, это раз. Второе, блядь, тем самым помогаете этой русне, блядь. Этой русне ебучей помогаете бабки подымать, блядь. И 1000 раз я вам объяснял, нахуй. Нехуй в пидорасии работать, блядь. Boringlar boshqa davlatlarga, boringlar boshqa yerlarga, нахуй. Xuddi avam Rossiyada, блядь. Вы все за длинным рублем поехали. Вот я 4 года здесь шароеблюсь, где только не шароеблюсь. Я тоже имел работу, зарабатывал, блядь. Все было чики-пики, блядь. Вот сейчас 4 года юрпанами, блядь, аминги киры, блядь. А вы, получается, вы на этой почве пытаетесь еще отсидеться, отработать, нахуй, и еще пизды получить, унизиться, блядь, нахуй, зачмырить наш народ, блядь, и уехать обратно, блядь, голожопым, блядь. Охуенно вы ездите на работу, блядь. Охуенно, блядь. Не то, еще тот, блядь, чувак, который детей, блядь, бросил. Унгега,
узбек, который 7 детей нарожал, блядь, жена тоже ебанашка, и этот тоже ебанат, блядь. Куда-то что-то, двоих дагестанцев забрали, одного, блядь, крестанули в Казани, блядь. Но тоже же ебанат, блядь. И вот такие, блядь, все батарейки какие-то кукушечные, блядь, нахуй. Energizer у вас все сунгян, блядь. Как можно вот этим контингентом потом как-то другим людям управлять? Конечно, вас будут сажать, конечно, вас будут чмырить, блядь. Это еще, блядь, этому казаху пронесло. Потом у меня мысль еще возникает, блин, от того, что уж, ладно, эту тему мы сразу взяли, а потом будем читать, пока мысль не улетела. Я мыслю таким образом. Почему прижали этого казаха? Короче, в последнее время Казахстан выеживался, блядь, то так, то так, короче, пытается играть, нахуй, на струнках, блядь, нахуй, на нервах, так сказать, нахуй, Москвы, пытается играть, но не получается, потому что Тукайка-то Манкурт тоже, блядь, народ ни при чем. И получается, тут надо же как-то зачмырить, получается, казахов. Ну надо же что-то сделать с казахами. Вот нужно, узбеков так давили, кыргызов давили. Кыргызы до сих пор не очнулись, блядь. Кто-то раз пишет мне один кыргыз мозгоеб, говорит, про кыргызов плохо не говори. Потом таджики не очнулись до сих пор, вон шароебятся, блядь, что-то делают, нахуй, разговаривают про Андрея какого-то индуса. Вот все они роют снег, блядь, до сих пор. И вот эти три нации, они же задевали, казахи всегда говорили, успокойтесь, едьте домой, успокойтесь, едьте домой. Хуяк, блядь, за все время одного казаха, блядь, поймали. Вот одного, блядь. Вы поняли почему? Я так считаю, почему? Потому что недавно Казахстан пытается выслать чеченцев, выслать 2 чеченцев, вообще не при делах, которые уехали от Кадырова. Они же не уехали от Путина, они уехали от Кадырова. Поэтому, исходя от этого, Казахстан должен был их сказать, все, мы вас принимаем, все, живите спокойно. Нет, потому что Тукайка играет на 2 стульях, и там понравиться надо, и народу своему как-то чуть-чуть надо что-то подыграть. И в тот же момент, блядь, еще одного узкожопого, блядь, вроде бы отправляют или отправили, или что-то в этом роде. В итоге, короче, надо же теперь отсюда тоже дать, блядь, позыв, блядь, Казахстану. И вот его прижали. Причина-то есть у него. Он там, блин, прикалывался, тут прикалывался, там прикалывался. Понимаете, вот этот Сабуров, или как его фамилия, блядь, забыл. Короче, вот этот чувак на 2 стульях тоже играет, блядь. И там, и там, и там, и там, блядь. Ну так не получается. Определитесь уже, блядь. Окшагас куб, беситесь уже, окшагас куб, вы херней маетесь. Вот реально херней маетесь, блядь. Имея деньги, блядь, в пидорасии, вы пытаетесь и дома отсидеть, и у них отсидеть. Везде, блядь, на любой член хотите сесть, но главное, чтобы вы вышли, блядь, нахуй сухим, блядь. Ну так не получается, блядь. Сухим вы хуй-то выйдешь, блядь. Это ему сейчас крупно повезло, то, что он уехал, блядь. Сейчас бы по какой-то статье пукой, блядь, сунули бы, как Навального. И все, сидел бы нахуй, блядь. Че, россиянам же дают всем, блядь, нахуй, по 8, по 10 лет, нахуй. За просто слово, блядь. Сидят же вон, русские там, кто только не сидит, блядь. Все сидят там, блядь. Буряты сидят, дагестанцы сидят, все сидят, блядь. Чеченцы сидят толпами. Все сидят за одно слово какое-то, не такое, блядь. А русские не сидят. Русские, блядь, все, которые что-то ляпнули, они уехали, что-то ляпнули, присели, а не сидят. Потому что они, блядь, русская община, блядь. Русская община вообще не сидит, блядь. Только этот Ткачук сидит на чьем-то хую. Вот и все. Вот как-то так, блядь. Поэтому тут вот, я так считаю, вот с Сабуровым произошла вот такая дичь, блядь. Его как бы слова интерпретировали под политическую, блядь, тему, блядь. Мы вам, вы нам, вы нам, вы нам, мы вам. Вот так, туда-сюда, туда-сюда. Вот как с Америкой. Американского шпиона ловят узкожопые, потом те ловят, американцы узкожопого ловят. И туда-сюда, туда-сюда мотают этих людей, блядь, просиживая в тюрьмах еще вдобавок. Вот как, я так понимаю этот момент. Тупизм, конечно. Давайте зайдем по Башкортостану в первую очередь, Куштау Байрам, и что тут творится. Ну, сами понимаете,
В тот день в Башкортостане произошло, потом сегодня опять в Башкортостане, да, произошло, блядь. Какие-то убийства происходят, блядь. Вот это тоже момент странный, блядь. Везде какие-то головорезы, дети появились, но тоже деградация. Вот этот, пару лет назад мы вам говорили, что вот эти ученики, которые приедут учителя чертовые, СВОшники, это же вам писец будет, блядь. Этот урок вам не нужен, блядь. 1000 раз мы говорили насчет этих уроков. Вы нифига, блядь. И плюс еще сегодня, что прилетело, сейчас, кстати, это, дайте прочитаю это, потом дальше пойдем. Недавний этот прикол. Ну как прикол, блин. С Татарстана прилетела такая дичь. Вот. Можете в Телеграме почитать. Ну вот мне как бы чуваки прислали с Татарстана, мне не видно, прочитаю. Короче, согласие родителя, законного представителя на предоставление в МБО, средняя образовательная школа города Набережные Челны, номера телефона, ссылок на личные, выдать школе номера телефона, ссылок на личные аккаунты социальных сетей обучающегося. В настоящем даю согласие, отказ на предоставление, Или отказываешься, или даешь. В итоге дальше, еще 2 листа каких-то. Вот, сбор информации, фамилия, класс, ссылка, личный аккаунт, Инстаграм, Телеграм, ТикТок. Охренеть, да? Вот охренеть. Вот до чего дожили. Это Татарстан, Набережные Челны. Так что завтра, скоро вы отдавать будете, так сказать, блядь, ваши дети целки, не целки там, будете отчет давать еще, блядь. Приедут с Афганистана покупатели, как Эпштейны, блядь, нахуй. Будете говорить, блядь, так, она 13 лет, пока целка. Берите сейчас, блядь. Потом уже гарантии нету. Вот как-то так будете общаться, наверное, блядь. А этот что? А этот не заднеприводный, пока еще у него не дырявили, блядь. Пацан, нормальный, 15 лет, берите. Вот так, блядь. Целка тоже. И то целка, и эта целка. Все. Оно. Еще оно будет у них, блядь. Оно берет везде. И туда, и сюда. Оно. Ну, тоже цельное, но чуть-чуть использованное. Вот типа того будет у вас, понимаете, блядь? Пиздец. Специальная школа потребовала у учеников ссылки на соцсети и доступ к перепискам в мессенджерах. Родители предупредили, отказ приведет к внесению ребенка в особый список и усиленным проверкам. Анкету нужно сдать до субботы. Пиздец, до субботы. Сегодня суббота. Сдали, надеюсь, да ведь, блядь? Сдали, все сдали. Ну все. Конец, блядь, нахуй. Прикиньте, блядь, все отдать, блядь. Теперь, как всегда, я люблю эту тему задевать, когда в этой пидорасии выходит закон, сразу выходит антизакон. Антизакон, вот эти моды, которые, допустим, YouTube заблокировали, мод YouTube вышел. Телеграм заблокировали, другой Телеграм вышел, блин. YouTube заблокировали, там какой-то Vincent YouTube, что ли, как это, забыл, как называется. Вот такой YouTube вышел. Короче говоря, любая тема, когда блокируется у вас, допустим, соцсеть, ВКонтакте, а выходит другой контакт. Блокировали песни ВКонтакте, вышла, блин, музыка ВКонтакте. Все выйдет. Так что вы не думайте, что это дырявый в России, блин, вы ничего не измените. Закон выходит антизакон для людей. Все, люди живут дальше. Проблем нету. Вам дадут, короче, какой-то контакт, вам дадут, допустим, Инстаграм, вам дадут левый аккаунт какой-нибудь, дадут вам 7, сейчас, завтра дадут, проблем не будет. А откроют еще 10-20. Вот я же открываю по 10-20 Ютубу, блядь. Так же у меня, блядь, да, я им даю какой-то левый Ютуб, а сижу на другом, на своем, блядь, понимаете? А вам даю вот такой Джамшут Равшан там, блядь, трали-вали. Вот мой YouTube, фотки пару штук поставлю. Да, вот мой YouTube, вот он, берите нахуй. Все, открыл, блядь, 10-20 еще запасных, блядь, где я буду стратить нахуй о том, что завтра я приеду, кого-нибудь зарежу, кого-нибудь чпокну, блядь, там, как говорится, в туалете, блядь, как говорится, мочить будем. Вот как-то так, блин, понимаете? Так что проблем нету в этой пидорасии. Все выходит, анти-Путин, антизакон все равно выйдет. Так, ладно. Подряд будем тогда копаться по новостям. Во Владимирской школе провели патриотический урок с топтанием флагов Украины и США. Ну круто. Ну круто, давайте. Вот, а что в Америке не топчет российский флаг? Давайте сожгем вообще российский флаг, нахер он нам нужен. Да, вот давайте вот. Топчет это. Ну вот идиотизм или нет?
В школе учат оружие заряжать, в школе учат держать оружие, стрелять, то все, вот это дичь. Ходят все на стрелялки, что-то делают, творят. А сейчас теперь уже вот до этого маразма дошли. После этого, конечно, в школу будут приходить убийцы, дети. Потому что в школе учат уже, здесь же все боялись, учат там геем становиться, там все боялись, допустим, Франции, там боятся, ой, в школу там запрещают в хиджабе ходить, ой, там говорят о равноправных полах, спрашивают, ты мальчик или мужчина, или девочка, ты, кого ты хочешь выбрать, и у девочки спрашивают, хочешь ты пацаном стать, у пацана спрашивают, ты хочешь девочкой стать, вот это, да, но зато у вас еще хуже. У вас еще хуже. Это ладно, блин, такой словесный понос, блядь. А у вас-то вообще, блядь, этот заставляет стрелять, заставляет, блядь, заряжать оружие, чистить, так сказать, нахуй. Или что-то в этом роде, блядь, бой готов, блядь, алга. Вот эта тема у вас. Вот. Ну, это полная деградация, блядь. Деградация. Клоунов учат, блядь. Там, или там выходят в платках, блядь, идут, стоят в очереди за хлебом, блядь. Охренеть, блядь. Варят кашу там, блядь, гречневую, блядь, каждый 9 мая, блядь. Долбоёбы. Вот. Пишет Мин Абзакова. Башкортстаннан. Хөрмәтле авылдашлар, ир-егетләр, хак булыгыз. Кисәге Сәрмәндә яшәүче өс бер туган кустыларымды кара төстәге джип машинаһына көсләп ултыртып алып киттеләр. Киткәндәр. Ике агайлы кустылы Вадим менән Русим. Мәүлид Шиндарды кискә кусталары гаянды иртәсенәк капкаһын емереп инәп тукмап алып сыккандар ди. Джип Лугансктан номеры тик күршеһе. Киске 19 ярымда гаян шылтыратып өлгерде. Ике кеше ике ягымда кайда икәнлегемдә белмәйм. Самараны үттек шикелле. Тине лә телефоны хунды. Оларының телефондары хунган. Короче говоря, үч егетне алып киткәннәр. Вот вам, вот упаковывают. Потом говорят, а там же нету мобилизации. Вот упаковка идет, вот упаковка людей идет. 3 упаковали, закинув себе в телегу, как говорится. Вот так вот. Кстати, подпишитесь по всем моим телеграммам, там, ютубам, если что, если вам не трудно. Телеграм-канал у меня Идель Урал. Как я назвал его? Новый только что. Идель Урал Туркестан называется телеграм-канал. Вот такой телеграм. Если кому интересно, скриншот. Идель Урал Туркестан. Там тоже мы закидываем, то все. Короче, мы там, я онлайн всегда. Вы можете мне голосовой написать, пишите, будем общаться туда-сюда. Как-то шулайрак. Так, идем дальше. Ну вот, видите, вот. Потом говорят, что нет, не берут. Вот упаковывают вовсю, блин. Так что вот имейте в виду. Башкортстанда опасно что-то делать, блин. Будут упаковывать всех вас подряд. Так, Батыр Талпар пишет. В Уве регулярно нападали на иностранных студентов, но власти предпочитали не замечать и не реагировать на выходки русских нацистов. Незадолго до сегодняшней атаки нападения подверглись его друзья. Это произошло рядом с кафе «Сытый Батыр». Неизвестные пытались ограбить студентов. За ним гнались всю дорогу, никто им не помог. К счастью, им удалось сбежать, рассказал он. По словам еще одного студента, с прошлого года интенсивность нападений на иностранных учащихся выросла. Сначала были угрозы с требованием денег, а позже стали происходить нападения с применением холодного оружия. Теперь же они ворвались в общежитие и жестоко избили студентов. Ну да, в общагу уже ворвались, блин. В общаге что-то там, блин, произошло в Уфе, блин. Кино, блядь. Недавно, блядь, кто-то стрелять ходил, теперь в общагу завалились. Писец, короче. Вот. Хабиров пишет. По ситуации в общежитии БГМУ, где произошло нападение на иностранных студентов. Первый преступник задержан. Причины его поступка и обстоятельства происшествия выясняются. Ой, бля, выясняются.
Второе. Вопрос представления по зародашам квалифицированной медицинской помощи находится на моем личном контроле. Ой. Третье. С родственником пострадавших связались, сообщили о произошедшем, окажем содействие их прилете в Россию в случае необходимости. Четвертое. Принимая меры по усилению охраны наших образовательных учреждений о предотвращении подобных ситуаций. Ради Хабиров. Давно пора гнать с поста главы республики, которую он занимает незаслуженно уже 8-й год. Более некомпетентным руководителем, допустившего бесчетное количество ошибок в сфере межнациональных отношений, сделавший ставку на русских националистов, еще надо и поискать. Ну чмо болотное, блядь, нахуй, Хабиров, блядь. Потому что у него жена армянка, блядь. Вот и думайте после этого, нахуй. Что за пидорас сидит, блядь, за рулем, блядь. Поймите одну вещь, когда мужчина каблук, нахуй, каблук давит, блядь, жена берет управление. Поэтому, как говорю, по дудке жены строится, блядь, Республика Башкортостан. Уму непостижимо. Республика Башкортостан строится, нахуй, по звоночку, так сказать, по голосу армян, блядь. Понимаете смысл? Это же полный ебанизм, блядь, нахуй. Поэтому, нахуй, как мы снесем власть ебучую эту, нахуй, Башкортостана, Татарстана будет очистка, нахуй, от армян, айзеров, блядь, турков, нахуй, блядь. Всех этих трех пидорасов, нахуй, отправим, нахуй, в ебеня, в свой дом, блядь, нахуй, ебучий. На Кавказ, блядь. Пиздует пусть свой Кавказ, блядь, ебашить, нахуй. Там пусть живут, нахуй. Понаехали оттуда. И тут тоже их хуево туча. Вот на ихнем районе здесь живут тоже. Пидорасов этих, да хуя, блядь, здесь тоже, блядь. Хуеплетов этих. Поэтому Башкортостан точно будет очищен, блядь, нахуй. Мы не Европа, нахуй, блядь. Мы терпим. Ну, просто я один, блядь. Я один. Вот, если мы, блядь, соберемся, подобие меня было бы хотя бы 1000 штук, блядь, 1000 штук, мы бы, нахуй, давно уже, нахуй, блядь, что-то предприняли бы, понимаете, блядь? Ну, с моим характером пока не вижу людей, блядь, нахуй, которые бы готовы пойти, блядь, на Москву, разъебать Москву, блядь. А после, блядь, потом Башкортостан и Татарстан зачищать, блядь. Вот в чем прикол, блядь. Надо, как говорится, уже садиться за ум, нахуй, а не быть, нахуй, марионеткой или там каблуком, или там манкуртом. Сколько можно уже это терпеть, я хз, блядь. Алейсалям. Так, идем дальше. Последствия резни с уфимской общаги русские нацистские паблики, вдохновляющие подростка на это действие, теперь отнекиваются и делают вид, будто он действовал самостоятельно. И они никого не агитировали нападать не на русских. А ведь эти паблики не существуют сами по себе, они контролируются и финансируются из Кремля. Россия всегда бросит, сынок, использует и бросит. Вот именно. Этому Сабурову то же самое, блин. Поиспользовали и выкинули нахуй. Поматросил и бросил, блядь. Так что вот как-то так, блядь. Так что нехуй водиться с пидорами, блядь, пока сам не станешь пидором. Вот как-то так, блядь. Закрепленное сообщение. Неизвестно напал с ножом на общежитие в Уфе, где живут студенты из Индии. Индусам напали. Пиздец. Среди пострадавших один ребенок. Известно, что 3 человека госпитализированы, 2 из них в тяжелом состоянии, 1 в среднем. Еще 2 средних отправили ГККБ-18, а ребенка, он также в состоянии средней степени тяжести. Что произошло, что с прошлого года? Сотня блогеров разжигает ненависть к индусам. По заказу лоббистов нелегальной иммиграции, которые пытаются сорвать оргнабор. И вот результат. Кровь этих индусов на ваших руках. По нашим данным, нападавший целенаправленно резал индусов и пытался взорвать общагу. Про задержание он себе перерезал горло. Про задержание. Как про задержание? При, наверное, блядь, задержании он себе перерезал горло, сейчас он в реанимации. Сам себя еще, блядь, суицидник ебучий, блядь. Кто бы ни оказался террористом, считает, что всему виной кампании ненависти к индусам, которые проспонсировали лоббисты бесконтрольной иммиграции. Слава богу, никто не погиб. Блядь. Нападавший на общежитие в Уфе 15 подросток. При задержании он порезал 2 полицейских и скрылся сам. Сейчас парень в больнице. Что ему сделали индусы? Будьте прокляты, проповедник ненависти. Блядь, какую-то дичь несут нахуй. А это свободный идоль Урал, блядь, загрузил. Понятно, блядь. Ну, что я могу сказать, блядь? Мы, как говорится, тут смеемся, блядь, Андрей, что не чистишь снег, блядь, там, индусов, да, блядь, туда-сюда, ну, блядь, нахуй. Резать, блядь. Нахуя их резать, вот это не могу понять, блядь. И вот прикиньте теперь,
в Индию поедет какой-нибудь нахуй из Башкортостана, кто-нибудь, вам пизда. Вам пизда, блядь. Если они узнают, что вы из России и из Башкортостана, все, вас нахуй затопчат ихними коровами, нахуй, блядь. Понимаете? Под коровами останетесь, блядь. И еще мочу коровью заставят пить, блядь. Так что вы влипли конкретно, блядь, нахуй. Так что, блядь, не шутите с индусами, блядь. Так, что тут Рейгин говорит? This was the Soviet Union against the world and the moral precepts which guide human relations among people everywhere. It was an act of barbarism, born of a society which wantonly disregards individual rights and the value of human life and seeks constantly to expand and dominate other nations. This was the Soviet Union against the world and the moral precepts. Такой, блядь, такие прям слова, блядь, я толком уловить даже не могу, перевести, честно. Знаменитая речь Рейгана, произнесенная в 1983 году. Нихуя, даже меня не было. После того, как совки сбили пассажирский корейский самолет, он назвал СССР варварским государством, в котором человеческая жизнь не стоит и гроша. Вчера исполнилось 115 лет со дня рождения Рональда Рейгана. Таких президентов США не было и больше никогда не будет. Кешебулган, значит. Айват Кешебулган, наверное, блядь. Не нацик, блядь, как этот путиносос наш. Ну, если уж тогда уже сбивали, блядь, нахуй, блядь, тогда уже сбивали, блядь. Что уж, блядь, сейчас, блядь, не сбить, блядь, и в Украину все сбивают, блядь. До этого, если помните, сбивали вот этот Боинг или что там сбили, блядь, какую-то хрень, блядь, сказали, не мы, блядь. Везде, короче, дичь. Так. 15-летний подросток, напавший на общагу, поранил себе правую руку и горло. По данным СМИ, это ученик школы в Черниковке. О, ну Черниковка, уж понятно, блядь, нахуй. Долбоёб, блядь, из Черниковки, блядь. Из Черниковки в БГМУ, блядь, поехал нападать, блядь. А может оно там рядом, БГМУ? Хз, где это БГМУ, блядь? Общага, притом, БГМУ. Так, в общежитии, на которое совершено нападение в Уфе, проживают выходцы из Африки, Индии и других уже враждебных России стран. Напомню, что Индия сокращает закупки черного золота из РФ и может полностью отказаться от поставок нефти по 25 долларов. Может, это был сигнал из Москвы товарищу Моди? Пишите в комментариях. Сигнал, куда он был, блядь, неизвестно. Ну, вы не думайте, что сигнал-то был, блядь. Но сигнал, блядь, потом от индусов, вам, блядь, пиздец, их 1,5 ляма нахрен. Охереете, блядь, как они говном закидают вас, блядь, в Москве. Так. Так. Олигофрены русской общины тоже пропищали. Надеясь быстрее перевести стрелки и откреститься от своего птенца, русского нациста Александра, вы, дебилы, не подумали перед тем, как писать, как ваши читатели поверят, что Александр сидел, читал Вахабита и Шмурата, а потом решил зарезать индусов и нарисовать кровью свастику? Ой, блаженные вы. Это прикалывается и Шмурат Хазрат. Напавший на общежитие в Уфе был сторонником неонацистской организации НСВП, база. Единение народов России на лицо. Вчера же, когда я, блин, говорил только, блин, маленький ролик выпускал, Путин говорит, ой, многонациональная страна, и тут эти, мы называем себя братьями, блядь, брат, мы себя называем брат, блядь, нахуй, ёпта. Где брат, блядь? Брат, Кондрат, блядь. Братов нету, блядь. Брат 2 был, он тоже и то нациком оказался. Брат 2 даже нацик, блядь. После этого что, блин? Лайк из Подмосковной Народной Республики. Слава партизанам. Давайте. Но только Москву, если уж на такой коммент давайте ответим. Москву только ремонтировать будете сами. Когда мы их разъебем, вы будете сами ремонтировать, потому что дальше Рязани вам не хуеваться уже. Вот как раз таки Подмосковье, Москва, ваша зона. Все, ваша зона ответственности. Дальше Рязани не херсуваться. Будете там сидеть, молча жить там, не высовываться. Надоело Башкортостан с Татарстаном, уехали в Москву, все.
чтобы мы вас не видели. Имеется в виду, узкожопым это относится. Что известно о пострадавших? Подросток около 17 лет, ранение рук и шеи. Студент 21 год, открыта рана, губы. Студент 23 года, множественные колоты раны, геморрагический шок. Мужчина 24 года, проникающее ранение живота и спины. Мужчина 24 года, химический ожог глаза. Сам Зуме причинил себе телесные повреждения и находится в тяжелом состоянии. При задержании он сказал, сопротивление ранены двое полицейских, сообщили в Следственном комитете. Ох, не там в ЭМО решили денацификацию проводить. Давайте здесь момент таким, давайте обширно поговорим сейчас, потом дальше почитаем. Какие-то сопляки выходят на такую дичь, становятся убийцами. Что это именно приводит их? И самое интересное, если вы помните, рязанский сахар, или какой там воронежский сахар, или какой сахар был, рязанский сахар был. Какой сахар был, блядь? И вот эта вся хрень с 2000 годов, блядь, взрывы, то, все, блядь, нахуй, рязанский сахар, это. Раньше все это было на Кавказе. Теперь, как они поняли, что что-то не так в Башкортостане, в Татарстане, замолвили о независимости, много выходим, везде влазим. Теперь они решили пришучить Урал. Теперь нападки пошли не на Кавказ, они теперь взяли свою, так сказать, работу в сторону Урала. Получается, после нас это буряты, чтобы тихо тоже вот сидели, Саха-Якутия и так далее. Не выеживались. Поэтому сейчас давление идет. Бірінші Татарстан болды, қазір Башқұртстан, шулай тұрып, екі дәулетіні қысырға өлелер енді. Екі халықны қысырға өлелер. Шынарға туғанлар бізді, наверное, вақыт келгендір, уянырға керектір. Мына сіз аңламайсыз, наверное, мына Башқұртстан белән Татарстанда sizning ishingizda boshqirt tatarlar bitindi ko'proq. А нәрсәгә анда хозяйничалык итә урыслар? Почему эти узкожопые там хозяйничают? Почему вы не берете это в свои руки? Почему вы, как говорится, бегаете за каким-то движением подобие Алсынова, там, за гору Куштау, Муштау, блядь, какие-то движения тупые делаете, блядь. Нәрсәгә сез моны очевидно күрмисез, нахуй, очевидно моны нацизмны күрмисез. Индус буламы, араб буламы, нахрен. Мына мен мында кем белән генә яшамыйм. Альхамдулилля, никто не бегает с ножом. Это я могу побегать с ножом, потому что я тоже куку, блядь, на голову, блядь. Могу я побегать с ножом, выебать кого-нибудь. Крайняк, блядь, если заебут меня, блядь. А так, блядь, нахуй, никто не бегает с ножом, блядь. Вон один день один бегал, долбоёб, с вилкой, блядь. Что-то пиздел на меня, блядь. С вилкой, вышел с вилкой, блядь, нахуй. Я, говорит, чуть-чуть гей, блядь. Ну, с вилкой вышел, блядь. Вот таких долбоебов хватает здесь. Поэтому имеется в виду, Башкортостан и Татарстанда вы сами распустили узкожопых. Если вы давали бы пизды, вот на Кавказе или в Чечне такой же нету. Вот заметьте, вот все пишут в комментариях, почему на Кавказе и вообще во всем Кавказе нету узкожопых. Вы в день видели узкожопые марши, блядь, а в Уфе проводят нами Бог, нами Бог. Какой Бог с вами, ублюдки? Вы же, блядь, безбожники, твари, блядь, атеисты ебучие. Откуда у вас Бог? Откуда появился он вообще у вас? Дебилы тупорылые, блядь. Поэтому, как говорится, сегодня только как один видос тоже увидел, блядь, фотку куда-то закидывал или нет. Как раз там В и З стоит, короче. У нацика фотка такая. У Гитлера руку целует этот холоп узкожопый. В те времена, 43-й год или 45-й год, какие-то года, руку целует, блин, нацику, блядь, узкожопый. И там как раз свастика у него, вот здесь, блядь, буква В, а там на машине З буква. Ну вот откуда путиносос взял это, блядь, В и З, блядь, нахуй. В это, блядь, что это, не знаю, блядь, нахуй, В. З это вот зетники, блядь, а В это вагины, нахуй, наверное. Я не знаю, как это В, блядь, трактуется. Ну, вот эти вагинаторы, блядь. И поэтому Башкортостан и Татарстанда это вам, блядь, звоночек уже, блядь. Нахрена нам портить, блядь, отношения с этими ебучими индусами, блядь, грязнулями, блядь. Понимаете, блядь? А это узкожопые, блядь, творят. А именно выходит запах из Башкортостана. Вонять-то будет весь Башкортостан, понимаете? Получается, блядь, нахуй, нас они запятнали, блядь, этим движением, блядь.
И вы не можете понять это до сих пор. Почему вы до сих пор молчите, что вот... Понятно, вам же говорить нельзя после Куштау-Байрама, блядь, вот этого, после Куштау, блядь, горы, блядь. Набегались по Куштау горам, блядь, а теперь уже молча сидите, в тряпочку, говорить вам нельзя. Выебнулся, блядь, все, на 8-10 лет залетишь, блядь. Шуларға мен айтам, сіз бізге қушылығыз, шығығыз нахуй. Шығығыз, ну қазір уже сізге запрет Қазақстанға да баруға түгіл, Узбекстанға да баруға түгіл, Қырғыз, Таджикстанға да баруға түгіл, все вас отправят обратно нахуй. Засуд нахуй на каторгу вас. Поэтому только шығып, нашу Европаға ғана келуге. Так что пишите мне, обращайтесь, как говорится, я вас вытащу из любой нахуй дырки нахуй и войдете в эту Европу, блядь. Так что не ссыте, пишите, как говорится, а то сколько людей мне в прошлых годах писали, а как можно приехать, а как можно приехать? Никто не приехал нахуй, блядь. Пару человек приехали, и то они где-то в Турции сидели, блядь, ушлепки какие-то нахуй, и все, я их пару раз завел, и все, блядь. Тоже татары какие-то конченые нахуй, я скажу, блядь, кашаповские, блядь, бучие татары, блядь. Так, идем дальше. 15-летний подросток, который напал на общежитие с иностранным студентом в Уфе, нарисовал свастику кровью. Ну вот, видите, блядь, свастику с кровью, блядь, нахуй. Макнул себе на шею, наверное, блядь, и дай-ка намажу, блядь, нахуй. Ну вот, видите. Ну, нацик бекен, да, има. Ну, қайдан мана Башқұртстанда нацик бұларға может, блядь, нахуй. Біз өзіміз шуркабыз, блядь, нахуй. Қара халық біз, блядь, біз қара халық, блядь. И откуда нарисовался этот нацик, блядь, узкожопый? Откуда он вообще родился там, блядь? В Черниковке, блядь. Сжечь нахуй эту Черниковку надо, блядь. С детства нахуй. Эта Черниковка нас всегда нахуй моросили, что там одни наркоманы живут нахуй. Черниковка конченая зона, блядь, нахуй. Истребить нахуй, разгонять, блядь, трактором нахуй, ужирно, блядь, нахуй. И ёңы шахар курова керегонда, блядь, нахуй. Вот этот весь баракский пидоризм закончить надо там, блядь. Как сейчас, не знаю, конечно, но то же самое, наверное, блядь, не лучше. 15-летний подросток, который напал на общежитие, на иностранным студентам в Уфе нарисовал свастику крови. Сообщает «Осторожно новости». По предварительным данным, парня зовут Александр. Он специально выбрал общежитие, где живут выходцы из Африки, Индии и других стран из-за крайних правых убеждений. Ой, крайне правые убеждения, блядь. Так красиво пишут, блядь. Напиши нацист, блядь. Нацисты, блядь, ебучие, блядь. Узкожопые. Эх, не успел, хотя, пишет Ишмурат, брат. А хотел я написать следующее. Когда-нибудь, когда очередной нацист порежет индуса, это не будет обычной легкой прогулкой русских нацистов. За это нужно будет отвечать совсем по-другому. Во-первых, индусы для своего государства это не то же, что таджики, узбеки, киргизы для своего. Во-вторых, если начнет задавать вопросы Индия, это и по тону, и по последствиям совсем другой калинкор. Честно говоря, даже пиша все это, я не представляю, как цитирую «Мастер и Маргариту», и в какую форму вольется гнев дядюшки Моди. А тут дядя на секунду считает себя кем-то типа сына Бога. Понятно, что порезанные индусы это не дети и не даже пятиюродные племянники, куда им. Но они некие микрочипки, которым дозволено погреться на лучах света вот этого Бога, и вдруг их режет какой-то другой микроб, которому, в отличие от порезанных микробов, даже право не дано греться. Примерно такая картина. Хоть и страшна, и грустна, посмотрим. Вот как-то так. Ну, конечно, он так пиздец изложил, конечно. Ну да, вот. Так что вот этого микробогу, микрочип, как говорится, микрочипу вы повредили, так сказать, порезав этих индусов, нахуй. Ну вот, может вам отразиться такая пиздюлина, блядь, нахуй. А с Казахстана, с Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана вам ничего не прилетит узкожопом, блядь. А вот с Индии может прилететь. Потому что все-таки Индия, это нахуй, блядь, нахуй вам не вот это, блин, так сказать, манкуртское движение. Которые, блядь, отошли в 1900-х годах, блядь, взяли независимость. А это Индия когда-то была колония Англии, блядь, нахуй. Она умеет права качать, блядь. Это не манкуртская страна, блядь. Это вообще левая страна, блядь. Вы считаете, как Китай, блядь. Понимаете, вот просто вот Индия и Китай, блядь. Один хуй, блядь. Вот как-то вот так считайте, блядь.
Они ни вам, ни нам, блядь, никому они не должны, блядь. Мы в душе не чаем, нахуй. Кто они, нахуй? Хуеплеты. А зато, блядь, будут ебать свое, как говорится, за своих, блядь, будут ебаться. Ну вот, будем посмотреть. Дальше что будет. Территория возле Уфимска, скажите, где произошло нападение, оцеплен, никого не впускает. Ну да, а чё? А чё, кого пускать? Вот так иногда посмотришь видосик и подумаешь, нихуя снег, да, бля, в Башкортостане, оказывается. Вот так вот. А мы тоже там жили когда-то. Ты так подумаешь, блядь. Снег нахуй, 1 метр, блядь. Сугробы там навалили. Никто не чистит, нихуя. Так что вот так вот. 2 полицейских ранены при нападении в общежитии медицинского университета, сообщил представитель МВД. Ну, здесь не показывает. Видосик, понятно же, блядь, там лежат, наверное, менты. Предварительно среди пострадавших есть иностранцы. А, ну вот тут видосики идут, блин. Ну, уж грузить не буду, опять, блин, блоканут мне канал нахрен. Так что вот, как он тут забегал, блин. Ну, там я видел еще в Инстаграме до хрена. Там везде кровище. Как-то так. Короче, весь эфир о них только, блядь, тут пиздец. Одни новости только про них. Так, стали известны новые подробности нападения на общежитие БГМУ в Уфе. Ворвавшийся в здание подростка разгромил целый этаж, поджигал, взрывал петарды, а также пытался проникнуть в комнаты, где забаррикадировались студенты. Предположительно, он намеревался устроить поджог. Охранник попытался установить нападавшего, но получил ножевые ранения в бедро и челюсть. Все пострадали 6 человек. Одного из студентов распылили в глазах газ из баллончика, он получил химический ожог. Вот и все. Ну, чё. А у нас, знаете, всегда так, блядь, после пожара хуй насос, блядь. Всегда у нас в школе происходит что-то, потом приезжают. Норд-Ост, блядь, или как там, блядь, чертовый вот этот... куда таджики зашли. Стреляли пару лет назад, в прошлом году, что ли. То же самое, блядь. Концерт, блядь, ля-ля-ля. Потом только через какое-то время менты, а эти уже уехали, где-то там, блядь, с дерева снимали этих таджиков, блядь. Кино, блядь, сука. Кино, блядь. Вот здесь, вот в Европе, да, в Европе, если что-то происходит, 2 минуты менты откуда-то из-под земли появляются, блядь. 2 минуты, я не знаю, как они, сука, прилетают, я не знаю, откуда они прилетают, сука. 2 минуты. Вот что-нибудь вот здесь сделай, блядь, не дай Аллах, да, что-нибудь сделай, 2 минуты вот здесь будет нахуй стоять. Минимум 4 или 6 машин приедет, блядь. В каждом по 4, там, по 5 человек будет, блядь, ментов, блядь. Человек 20 приедет, нахуй, на разборки, блядь. 2 минуты. А тут, блядь, нахуй, режут, блядь, все этажи, нахуй, у всех телефоны есть, блядь, позвонить могут 02. Нихуя. Приезжают только тогда, когда уже, блядь, поебашили. Тупая страна, блядь, сука. Так, во время происшествия в общежитии Уфы предварительно пострадали 6 человек. 2 пациентов доставили в городскую больницу 18, по одному в городские больницы 13, 21 находится в стабильном состоянии. Еще один от госпитализации отказался. Нападавший 15-летний подросток госпитализирован в детскую больницу 17. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Ну, конечно, я сам себе шею ебанул, блядь. Но после этого... вот после этого узкожопые. Ну-ка мне ответьте. Вот узкожопые тут есть, нет? Вот мне ответьте. Ну, у вас что, нет террористов, что ли? Вот это вот террорист, блядь. Хуже, блядь, нахуй, игиловцев, нахуй, блядь. Хуже игиловцев. Вот террорист же это, нахуй. Террорист, блядь, нахуй. Понимаешь? Этот, блядь, нахуй, игиловцы, нахуй, приходят, блядь, взрывают себя, а этот не хочет убивать, нахуй. Вот этот не хочет, что-то вот шею ебанул себе, нахуй, от испуга, наверное, блядь, что потом отвечать придется, нахуй. Ебанул себе шею, блядь, нахуй. Сейчас его вылечат быстро, нахуй. Его таких пидорасов убивать, наверное, не будут, нахуй. Вылечат пиздец, нахуй, его, нахуй. Чтоб, блядь, его потом хуярил, блядь. Ну, конечно, если он нацик, блядь, само собой, блядь, нахуй, узкожопые его захотят, блядь, защитить, блядь. Дадут там ему, блядь, какое-нибудь поселение 2-3 года, и все. И он выйдет. Выйдет уже маньяком, блядь. Из ваших тюрем, блядь, там нормально не выходит.
Так, в Башкортостане стали уже не просто парты, а школы целиком называть именами участников СВО. К примеру, муниципальное бюджетное образовательное учреждение, средняя образовательная школа, вторая имени Героя России Сафина Алмаза Минигалеевича, Сраевский муниципальный район, Альширский район, Республика Башкортостан. Сафин А.М., старшина десантно-штурмового полка ВДВ России. Погиб 14 января 23 года под Кременной Луганской области Украины. Согласно официальным заявлениям Министерства обороны России, в ходе одного из боев Сафин из личного оружия убил 5 украинских военных, а также продолжал управлять подчиненным и вести огонь, несмотря на осколочные ранения. В 2018 году участвовал в боевых действиях в Сирии. Первый брак был зарегистрирован с Анастасией Васильевной. Ну, понятно, блядь, сука, урос хатана. В этом браке родился сын. Вторая жена Дарья Игоревна. Он сюда урос, блядь. А в данном браке 2 дочери. Скоро все школы в Башкортостане будут названы именами убийц. Вместо того, чтобы растить своих детей, он отправился хрен знает куда убивать чужих детей. Пидорас. Пидорас, одним словом, нахуй. Вот мынандай ташакларны ким билдик бит инде, ким бу? Сафин Алмаз Минигалеевич, нахуй. Сразу сыгып ташларга, нахуй. Семьясы белән бергәләштереп, блядь, нахуй. Все имена убрать, нахуй. Башкортостанда он ташакларны исеме бер кайда не будет звучать, нахуй, блядь. Закопать, как он вот закапывал людей тех, блядь, в Украине, также его тоже, блядь, закопать. Безге ондайлар нахуй кереги юк, нахуй. Петушары ебучие, которые, блядь, пошли, блядь, за Хабирова, за Путина, нахрен, умирать. Нахрен нам нужно, блядь, нахуй. Что, блядь, нахуй, мы его и не знали, блядь, нахуй. Вот я сейчас прочитал и забыли, нахуй. Вот как-то так должно быть. Башкортостанда шунарга бүтін исемләрне алмаштырып ташларга. Только куерга нормальный, адекватный башкорт һәм татар халкына яхшылык ясаган кешеләрне генә исемен куерга, блядь. Үскә, так сказать, минбарга күтәрергә, блядь, үскә. А вот этих, блядь, манкуртов ты вообще, блядь, не вспоминать. Вместе с семьей зачмырить полностью, блядь. Мына калган балалары белән, башкалары белән зачмырить полностью, нахуй. Создать изгойское общество, так сказать, блядь. Если они провинились, блядь, в такой, блядь, тяжелой херне, блядь, надо ебать их, блядь. Вот и все, блядь. И не нужно говорить, что они не виноваты. Виноваты, нахуй. Кушали же эти деньги, блядь. Виноваты, значит, нахуй. Хавали эти харамные деньги. Виноваты, блядь. Так. Ну вот, да, вот это меня закидывали. Вот, насчет Татарстана. Прям здесь уже по-крупному, блядь. А то у меня была оторвана, блядь. Ну вот это вот, осторожно, новости. Бумажка, которую, блядь, по Татарстану раздали насчет предоставления. У некоторых начали проверять переписки в мессенджерах. Заполнить анкету родителям предписали до субботы. Они утверждают, что детей тех, кто откажется подписывать согласие, предоставили ссылки, внесут особые списки. Ну, вот такая вот дичь нахрен. Ранее на подобное требование жаловались родители школьников в Казани. Ну, клоунада полная, блядь, нахуй. Там битинда. Скоро в постель полезут, блядь. А сами говорили в каких-то передачах, зачем нам в постель лезть, нахуй. Мы же, говорит, в постель не можем полезть. Ну вот в постель они и полезли, блядь. Свечку будут держать, блядь. Балаза, я сам там. Вы что там вообще делаете вообще ночью? Типа того. Вот опять, блин, Эпштейн, блядь, нахрен. Джеффри Эпштейн был убит по приказу американского президента Дональда Трампа. Ни хрена себе, говорится в письме ФБР от Марка Эпштейна, определенного в рассекреченном материала. По словам отправителя, причиной убийства стало намерение Эпштейна назвать имена причастных. Джеффри Эпштейн был убит в своей тюремной камере. У меня есть все основания полагать, что он был убит, потому что собирался назвать имена. Я считаю, что президент Трамп санкционировал это убийство. Говорит сообщение от 22.02.23. И вот эти пидрюги, блядь. Как вот минимум эти. одного человека на этих кадрах вы точно знаете. Строительный магнат, а в будущем президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп. Тусит на своей вилле во Флориде в окружении симпатичных молодых девушек. Через несколько лет Трамп об этой тусовке захочет забыть. Все из-за второго, не менее известного человека, который стоит рядом с ним. Поднимите, пожалуйста, правую руку. Да. Клянетесь ли вы в том, что дадите показания, говоря только правду и ничего, кроме правды? Да, клянусь. Назовите, пожалуйста, ваше имя. Джеффри Эпштейн. И заметьте, знаете, вот здесь мне интересно, вот сейчас везде вот это крутят, везде, блядь, это столько данных вылезло. Самое интересное, знаете,
Вот сейчас послушав его и клянетесь, да бекенде, меня башка бір фикер келді, блядь, сразу. Вот люди в этот момент, когда их за жопу берут, они забывают, друг ты был, не друг, блядь. Все, он, грубо говоря, он уже был готов сдать Трампа, блядь, когда его за жопу взяли. Просто он берет и сдает Трампа, блядь. В этот момент очевидно же, что Трамп его чпокнул, блядь, в тюрьме притом, блядь. Засунули его, сделал он, чтобы его засунули в тюрьму. Потом уже, когда в тюрьме он понял, что его Трамп кинул, блядь, и он решил, блядь, нахуй пропиздошиться. И его зачмырили. Точнее, блядь, убили. И вот после этого и думаете, что в Америке, блядь, нахуй все классно, демократия. Как может нахуй демократия, если тебя, как Навального, замычковали нахуй в тюрьме, блядь? Путин Навального также чпокнул, а Трамп этого чпокнул, блядь. Вот и все, блядь. Легко и просто, блядь. Ничем не отличается это, блядь, нахуй, гегемония, блядь, этих стран. Ничем, блядь. Ничем. И такую хрень я слышал и в турецких тюрьмах. От братьев, знакомых, так сказать. Когда ты попадаешь в турецкую тюрьму, с тебя выбьют все, блядь. Если ты не таким образом попал туда, вот по каким-то жестким критериям, все, пизда тебе. Там турецкие тюрьмы это пиздец. Это то же самое, как и в России. Одинаковые тюрьмы. Ну и в Азии такие же тюрьмы, нахуй. Не то, что вот я здесь лежу в тюрьме, блядь. А у них, блядь, тюрьмы ебанутся, как во времена Пушкина, нахуй. Вот, наверное, такие тюрьмы, как сидел вот наш Салават Юлаев, блядь. Где там в Калининграде сидел, вот такие, или там в Литве, или где он сидел там. И вот, короче говоря, в Турции такая же хуйня. Выбивает показания по полной программе, блядь. Никакой нахуй там юрисдикции нету, никакой нахуй прав, блядь, что они в Европе. Нихуя. Нихуя. Там все, блядь, по нацистским движениям делается, блядь. И не думайте, что вот мусульмане, тюрки, ой, блядь, надо топить за Туран, блядь. Блядь. Говно, блядь. Летом 2019 года банкира арестовали по обвинению в торговле девушками в 14-летних и склонении их проституции. В августе того же года 16-летний Эйнштейн покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Нихуя себе, блядь, в 66-м покончил с собой, блядь. Да это, конечно, подстроили, блядь. Трамп долго находился в тесном контакте с финансистом. В файлах Апштейна он упоминается более 4000 раз в различном контексте. Согласно последнему совместному меморандуму, Минюста и ФБР от 6 июля многомесячное расследование подтвердило, что Эпштейн не был убит. Его смерть породила теорию отрицания официальную версию. Блять. Я вам, что я могу сказать, блядь? Человека убить можно любой хуйней. Вон, блядь, Скрипалей же, блядь, ебанули нахуй этим, блядь, новичком, блядь. Так же его, блядь. Любым способом можно, блядь, сделать так, что он сам умер, блядь. Любым способом, блядь. Мы живем в такое время, блядь. Любой микроб, он убьет тебя там за неделю, блядь. Любой микроб, блядь. Поэтому убийство Эйнштейна, блядь, нахуй, это конкретно, блядь, показатель, что Трамп сейчас находится в таком же положении, как и Путин. Поэтому они нашлись вдвоем. Поэтому здесь, получается, Украина всего лишь пешка. Теперь возвращаемся к Украине. Почему я всегда говорил, блядь, и говорю до сих пор еще раз, блядь, украинцы, вы, как говорится, как и все говорят сейчас, использованные, так сказать, гандон, так сказать, блядь, которого, блядь, вас использовали, блядь, растоптали, выкинули, блядь. И там вы умираете, блядь. Наши умирают, блядь, наши убивают вас, вы наших убиваете. То и, короче, два собака пара, блядь. И вы просто использованные, как сказать, вот эта резинка, нахуй. И с той стороны наши такие же, и вы такие же. А вот эти две дяденьки, нахуй, это пидора Путина, блядь, и Трампа, блядь, это игра. Это игра, которую вам, как говорится, ну, так сказать, вы попали под эту раздачу. Вот и все. И теперь один только здесь выход. Я не устану это повторять постоянно, блядь. Помочь независимость, которые хотят взять независимость нашим республикам будущим, вот нам помочь. Нам помочь, кровь из нос, блядь, взять в руки оружие и пойти на Москву. Вот ваша задача, блядь. Вот только таким образом будет победа.
До этого вы будете просто проигрыши. Вам напишут там, да, вот все, мы Донбасс забрали, Крым забрали. Все, как будто заморозили, все закончилось как будто. Все, вот так вы и останетесь у разбитого корыта, блядь. И те не победили, и вы не победили, блядь. Вот просто останется, как Афганистан. Как Афганистан останется, и все. И потом через какое-то время скажут, ну да, Украина победила. А там в России скажут, Россия победила. Все, и замнут, блядь. Что это было, блядь? Как это было? Непонятно, блядь. А мы останемся, иншаллах, и будем наблюдать вот этот гибанизм, блядь. Ну вот, и уже наблюдаем это. Поэтому вам, я не знаю, как это все это сделать, блядь. У вас оружие на руках, у вас мужья, дети там, блядь. Это тупо просто, я считаю, в вашем репертуаре это легко было бы сейчас сделать, блядь. Очень легко это, грубо скажем, набрать, блядь, подобие меня людей, чтобы под соусом, который я говорю, таким образом, если мы сделали плацдарм для башкиртов, татар, чеченцев и дагестанцев, и дальше потом еще кого-нибудь мы наберем, там, бурят, там, сахву, вот если мы под нас сделали плацдарм внутри Украины, и мы бы, не трогая вас, вы нас не трогая, пошли бы на Москву. Просто мы вышли бы с вашей территории на Москву. Взяли бы ход на Москву. Не идет нам то, что там творит Путин внутри вас, блядь. Это не наше дело, блядь. Мы пошли бы на Москву разъебать Москву. Все. Все, вот это наша задача была. А вы тянете это 4 года. А я начал это, блядь, в 2022 закончился в 23 году. Вот в 23 году, 3 года, блядь. И эта тема, блядь, нахуй, 3 года мусолится. А война идет с 22 года, блядь. И то я на 1 год позже начал этот базар-вокзал говорить. Вот поэтому, как бы, не знаю, как у вас это работает, блядь. Понаехали сюда под 10-20 миллионов украинцев. Все кидальщики, блядь. Здесь путевых ваших нет, блядь. Одни мародеры одни, блядь, нахуй. Сюда нормальный народ не приехал. Лохи там остались. Вот они и есть нормальные. А сюда приехали ушлые пидорасы, блядь. Поэтому, как бы, таким образом вы, ну, так сказать, нахуй, страну не построите. Если народ гасится здесь, блядь, там умирают лохи, блядь, ну, вот так и будет, нахуй. Так и получается, что вы рабы, блядь. Вы рабы в данный момент своей страны, блядь. Вы не защитники, а рабы своей страны. Вы выполняете не те вещи, блядь. Не те, защита, вот все поют там, с Казахстана говорят, с Узбекистана, они защищают свою территорию. Ну и что защищают территорию? Есть ли результат от защиты? Нет результата, блядь. Нет результата. Вам защита это как, блядь? Защита это нахуй проникать в другую страну. Они зашли к вам, а вы идете к ним, блядь. Как вот в Белгород же вы зашли, хули вы вернулись, блядь. Надо идти было дальше, блядь, хапать туда-сюда, вот так, загребать. Пусть это, они эту сторону берут, а вы берите Белгород, Псков, ту сторону берите, блядь, нахуй. И приближались бы, блядь, к Москве. За 4 года вы до Москвы дошли бы, блядь. Вот этого я не могу понять, блядь. Вы на одном месте мнетесь, как сиськи мнете, блядь. Корове какой-то индийской, блядь. Хз, блядь. Дичь полная у вас, не война, а хуйня. Дохнут просто люди, зря, блядь. О, так, что тут, блядь, что за дичь, нахуй? Чечерина сфоткалась у памятника Совкому дипломату Чечерину. Подпись, что это ее прадед. Только она не удосужилась навести справки и вышла неудобненько. Чечерин был геем, и детей у него не было. А была лишь большая любовь к поэту и композитору Кузьмину. Сука. С прадедом в Калуге, блядь. С прадедом, блядь. Вот беда узкожопых и вообще всех крестоносцев в одной хуйне, блядь. Вот, смотрите, вот. Это раз и навсегда запомните, блядь, узкожопые и все вот эти крестоносцы. Беда ваша в том, что ваших фамилий, блядь, из тазиков делаете вы фамилии, блядь, нахуй. Тазиков, нахуй, хуязиков, нахуй, камазиков, блядь, карамзин, блядь, хуимзин, блядь. У вас такие фамилии, блядь, Швабрин, блядь, нахуй, блядь, какие-то, блядь, Вермишелин, блядь. У вас такие фамилии, блядь. У вас нету, нахуй,
имен нормальных, блядь, которые реально даются, блядь, так сказать, правильно. У вас нет, у вас ёбнутые имена, блядь, ёбнутые. Как можно, блядь, нахуй взять у любого Чечерина или там, блядь, Хуерина или там, блядь, я не знаю, Джамшута и Равшана, нахуй, сказать, что это твой дед, блядь, или брат, блядь. Вот это я не могу понять, нахуй. Вот у нас, альхамдулля, мы мусульмане, у нас все четко, блядь. До 7 колен мы знаем, кто как был, если мы его, конечно, записали, блядь, на бумагу, блядь. Знаем, так, значит, ага, имя там, допустим, Абдулла, значит, Абдуллаев. Абдуллаев, все, пошло-поехало. Вот Абдуллаев, там, Абдулла Абдуллаевич. Все понятно, значит, в конце Абдуллаевич. Значит, он будет Абдуллаев. Все, пошло-поехало. Нету там, блин, ошибок. Да, потом выясняется, Абдуллаев, Абдулла Абдуллаевич. У нас же Абдуллаев много, также на букву Абдуллаевы там, Минихановы, Хабировы, допустим. Да хрена их фамилии. Но у них есть дальше имя, отчество и так далее. А у вас что, блядь, Швабра, Швабрин, Швабрин, блядь. Чечерин, Чечерин и бах тебе нахуй. Это, оказывается, не его дед, блядь, а гей, блядь, сука. Вот как можно так, блядь, хуйней маяться, блядь? Давайте тогда мы тоже скажем, вот Чингисхан был наш дед, блядь, нахуй. Ёпта, он нас, блядь, в душе не ебу, кем он был, нахуй. Он мне не дед, блядь. Понимаете, вот то же самое, блядь. Давайте всех будем. Трамп был мой дед, блядь, нахрен. Или там еще кто-то, блядь. Хуйня какая-то, блядь. Поэтому хотя бы имена, блядь, научитесь придумывать нормальные, блядь, нахрен. Которые, блядь, дают какое-то значение, блядь. А не так, блядь, Швабра, 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 блядь. Гантель, 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 блядь. Дичь какая-то, блядь. Вот смеются даже здесь люди, блядь. Ебучая Чечерина, блядь. А в свое время, блядь, нахуй, мы в детстве пели ее песни, блядь. Там, жара, жара, блядь, вот эта песня, блядь, нахуй. Ну, интересно, конечно, блядь. Люди крышанутые становятся, блядь. Это что говорит? Ваше простить и забыть, да? В смысле? В смысле простить и забыть? Зачем? Зачем простить человеку то, что он сделал специально? Я вот помню и ненавижу, а у вас типа не так? Вот это вот ваше простить и забыть, да? В смысле? Ну да, это из той категории, блядь, разделяй и властвуй, блядь. Разделяй и властвуй, там, блядь, и под прости и забыть. Ну, то же самое, блядь. Синоним, антоним, блядь, из этой категории, блядь. Тупизма, блядь. Так. Так, идем дальше. Дичь какая-то. Так, Россия предложила Бразилии перейти на госмессенджер Макс. Блять, в Бразилию Макс дают, блять. Ну, они ебанутые люди, нахуй. В ходе визита в Бразилию делегация российского правительства представила бразильским властям государственный мессенджер МАХ, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Показывали как раз, когда мы говорили о сувенирном интернете, о наличии наших разработок, это действительно то, что коллегам потенциально может быть интересно. И мы договорились, что и по линии IT отдельно коллеги приедут в Бразилию, сказал Решетников в РИА Новости. Сейчас в Бразилии самым популярным мессенджером остается заблокированный в России WhatsApp. Согласно данным 2024 года, из 218 миллионов жителей страны им пользовались 147 миллионов. Telegram использовали около 22 миллиона человек, поскольку ранее в стране его блокировали. Ранее российские власти начали распространять МАХ в странах СНГ, Азербайджане, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане и Узбекистане. Ну все. Если вы сейчас хапнете это, блядь, МАХ, блядь, себе, блядь, и наберетесь, нахуй, ФСБшных шпионов, блядь, нахуй. А потом в школу, блядь, придут у вас тоже, блядь, в Азии там, скажут, блядь, все, завтра мы следим, блядь, за МАХом, за ВК, за та-та-та-та-та, все, дайте нам, блядь, нахуй. И все, вот будете плясать под Москву. Снова и снова, блядь. Тупизм, блядь. Придурки, блядь. Говно свое не могут куда засунуть, блядь. Продать хотят говно свое.
Меня убивает еще другое, блядь, что в Кыргызстане, в Узбекистане, я не знаю, блядь, в Армении, в Грузии, тоже не знаю, работают Яндекс.Карты, блядь. Яндекс.Карты работают и Яндекс.Такси, блядь. Меня убивает вот это, блядь, особенно Кыргызстан. Яндекс.Такси в Кыргызстане. Ебанутые люди, блядь. Че, своего, блядь, мозгу нет? Свое такси сделать? Раньше под диспетчером работали, никто не сдох. Работайте под диспетчером. Сделайте, в конце концов, блядь, какую-то хрень, блядь, аккаунт, блядь, я не знаю, блядь, Play Market, блядь, что-то, блядь, application. И все, блядь, нахуй. Пиздец, блядь. Нахуя вам Яндекс, блядь. Так, Павел Дуров заявил, что предпочел бы полностью закрыть Телеграм, чем предоставить доступ к перепискам властям. По его словам, за все время существования мессенджер не передал ни одного байта пользовательских данных третьим лицам. Пиздит и дышит, нахуй. Давно его, блядь, уже дрючканули шваброй и в Москве, и во Франции, блядь. Так что, блядь, нахуй, он уже давно пляшет, блядь. И такой может, конечно, высказать. Я бы так сделал бы. Так сделал бы, блядь. Я сделал, блядь. Башкирский экстремный. Вот это. Ситуация сила. Я сейчас спускался в метро, ко мне подходят, говорят, проверка документов. Я им даю свой паспорт, он открывает прописку, вид Башкортостан, вид мое узкое лицо, и говорит, цель пребывания в России. Я вспомнил, что я учусь на РУФАКе. И Поняли? Я говорю, можно ваши документы, пожалуйста? Он показывает удостоверение. Я смотрю, Гусейн Алирзаев. Я думаю, цель пребывания в России. Поняли? Его остановил какой-то, блядь, хуй, как говорится, мент, блядь, поганый, блядь. Так сказать, тоже, блядь, какой-то, так сказать, чурка, блядь. И этого башкирта доебались. Вот до меня же так же, я же вам рассказывал в реальности, нахуй. До меня также доебывались. Сейчас, секунда. До меня также доебывались в Москве, блядь. Говорит, откуда ты из Башкортостана? И чё, блядь, Кыргызстан, что ли? Вот они всегда с Кыргызстаном его путали, потому что до такой степени кыргызы мозги обоссали там москвичам, блядь. Везде кыргызы им мерещатся, блядь, нахуй. Они, слово кыргыз с башкиртом, они даже, я не знаю, как это сравнение. Какое может быть сравнение, блядь? Буква К и буква Б, блядь. Быдло, блядь, менты там, быдло, пиздец, быдло, нахуй. Я же вам говорил, блядь, когда меня отсюда пульнули, блядь, 1 год, блядь, депортировали, меня шмонали кто? Один таджик, другой дагестанец. ФСБшники, нахуй, в Шереметьево, блядь. Прикиньте, блядь, я в ахуе, блядь. Извини, брат, наше дело. Извини, брат, вот так, короче. Ну, заставили шмонать. А кто там начальник? Узкожопые. Вот так, как-то так работает, нахуй, в пидорасии. Начальство узкожопое, а вы малаи. Вы малаи, блядь, нахуй, рабы, блядь. На побегушках, блядь. Мальчики на побегушках. Ситуация Позор, блядь. Ебучий позор, блядь. Когда мы хозяевами будем, блядь, на своей земле. Поражаюсь, блядь. Так, я верю в 3 вещи. Первое — это ислам, второе — это наука, третье — великая тюркская нация. Фамилия Инан означает мою веру в эти 3 силы. Абдул-Кадыр Инан. Абдул-Кадыр Инан. Хз, кто такой, блядь? Ну, короче, чувак иногда какой-то. Я даже не пытаюсь даже узнать, блядь. Когда я уже услышал, что тюркская нация, блядь, нахуй, уже меня, нахуй, вот это вымораживает, блядь, нахуй. Опять, нахуй, вот это, нахуй, пантюркисты, хуеплеты, нахуй, которые баламутят воду, блядь, нахуй. 500, еще раз добавлю, 500 лет пидоры, нахуй, не помогали нам. 500 лет, так что пока нет помощи, пока нет помощи. А ну вот, незадолго до смерти глава организации «Вагнер» Пригожин заявил, кому и для чего была нужна война. Ну, она загрузится или нет, я не знаю, блядь. Ну, ой, блядь, 5 минут. А, вот уже все, я сюда уже доходил. Все, здесь я уже читал, здесь все. Мы дошли до всех новостей уже. Так, идем другой канал почитаем теперь.
Конечно, хочется, знаете, что почитать, блядь? Опять Инстаграм, блядь. В Инстаграме классно, блядь. В Инстаграме свежак. Вот заходишь, свежая новость. Откуда прилетает, я не знаю, блядь. Вот Инстаграм — это четкое место, оказывается. Я его раньше, блин, использовал, когда смотрел чисто просто вот для прикола. Видосики, приколы, как, короче, вот так нахрен. Вот так с работы приходишь, вот так полистаешь, короче, и бай-бай, короче. А тут сейчас так интересно стало, блядь, столько дерьма, блядь, нахрен. Вот даже не подписываюсь в это дерьмо, оно само приходит, блядь. И так интересно, блядь. Так, вот, идемте вот дальше. Вот, вот началось уже, блядь. В Самарканде женщина убила брата, не поделив с ним наследство, блядь. Вот, началось уже, блядь. Дом и разделить деньги, чтобы каждый... В Самарканде женщина убила брата, не поделив с ним наследство. Инцидент произошел в Махале Хазара. Между 47-летней женщиной и ее братом возник конфликт из-за наследства. 27 августа 25 Да. года их отец предложил продать дом и разделить деньги, чтобы каждый купил себе отдельное жилье. Женщина не согласилась и взяла кухонный нож, напав на брата. На судебном заседании обвиняемая объяснила, что брат злоупотреблял алкоголем, а за престарелыми родителями ухаживала только она. Женщина выразила раскаяние. Отмечается, что сторона потерпевших не имела к ней претензий. Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса «Умышленное убийство» и приговорил к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Будьте в курсе всех событий на Новое 24. Вспоминаю тут один только, так сказать, хадис или что. Будет как-то правильно, короче. Ну, так сказать, нам наставление в исламе. И, ну, как наставление, как говорится, достоверность. В гиене, ну, так сказать, джаханнамда будут одни кишить одни женщины. Вот это только здесь можно использовать. Вот куда не уткнешься, женщины, блядь. Куда не уткнешься, женщины. Вот вам не кажется, что реально их больше нас, блядь? Больше мужчин, на самом деле. Вот это и есть доказательство. Потому что на одного мужика 5 или 10 женщин косячников приходится. Вот начиная вот этого вспоминать, если будем Эпштейна, нахуй, одни, блядь, шутки. Потом вот это просто, да, бах, убила, блядь, брата за наследство. Люди чокнулись вообще, блядь. Особенно бабы. Особенно бабы, блядь. Даже вот до этого один в ТикТоке крутит мультик, блядь, про кота рыжего. Такой ми-ми-ми, вот такой ТикТок, блин. И вот в этом там, только что посмотрел я его. Интересно, блядь, как мультик, да? И там кот живет со своей тёлкой, короче, блядь, ну такая, тёлка, блядь, кошара это. И она хочет платье какое-то там свадебное. Он потом работает и шачет, там работает, там везде, окна моет, блядь, моет, все, блядь, покупает, все, доллары отдает, покупает, блядь, и все, они идут как погулять. Он рваном, блядь, кошара этот, блядь, рыжий. А это, блядь, белая такая сучка. И идут они, блядь. А потом она видит какого-то богача, и все, она к нему летит, нахуй. Целуется, нахуй, а этого бросает. Все, этот сидит, плачет. Лохопетра, блядь. Вот такие сейчас мужики. Мужики лохи, а бабы, нахуй, прошмандовки. Ну, как-то так, блядь, получается, понимаете? А потом, когда, блядь, там убили, нахуй, жену, тут убили жену, нахуй. Думаю, ебаный в рот, дожили. А я думаю, уже, блядь, понимаю, почему убивает, нахуй, блядь. Вот примерно поэтому и убивает, блядь. Притом прошмандовки, потому что. Вот недавно же убил узбек, блин, со своим другом там расчленил, блядь, в Турции, блядь, жену свою. Ну, значит, что-то сделала, блядь. Только таким образом можно понимать этот момент, понимаете? Но убить, я, как говорится, не призываю, это, блядь, это последнее дело, потому что ни один человек не имеет права, блин, брать чужого, как говорится, душу чужого человека, блядь, как сказать, лишать жизни. Но до такой степени уже, ну, так сказать, женщины допрыгались, что их убить легче всего получается, блядь, чем возиться по-другому. Просто убили, все. Нет дела, нет тела, нет тела, нет дела, блядь. Это вот так, блядь. А тут, получается, женщина еще брата чему убивает. Ну, пиздец, нахуй. Так, идем дальше. Что происходит?
Ну вот. Тут вообще пиздец. Город Лось, блядь. Не, ну я не там нахуй. Тань, ты курва. Стану. Тихо, 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 тихо. Спокойнее. Что стань? Становим. Дай мне обратно. Окей. Маш. Ограбление. Город Лодзь. Скажу, беда, Польша, наверное. курва и хуй. А ты курва вызываешь псы курва? Не. И тратишь годы на карту. Не, не, стоп, стоп, стоп. Тихо. Тань, курва. Тихо, я не Давай, давай, раз. Я не встану. Жанна, я на... Салам всем. Я на эфире. Сколько там лет? Сколько? Окей. Бачу вами. Татары и чеченцы должны быть, бля, свободны, нахуй, да же, брат? Просто другие. Давай. То есть другие. Почекай. Без присади. Нормально. Стой. Добре, почекай, пліз. Прошу. Спокійно. Не, ну стоп. Да, це присади. Кто мне телефон? Кто мне курва? До телефону до роботи моєї. Ну просто окей, маш телефон. Маш. Окей, маш. Блять, только что про женщину, да, убийцу. Теперь здесь. Пиздец. Бачиш, завалим. Ограбление таксиста. Знімаємо телефону. Черт возьми, бля. Це моя сім. С ножом грабят. Да ну нахуй. Лодзь, Кстати, Лодзь, это это где? видел, Лодзь. это, кстати, видел. Эти? Лодзь. Это Польша? Это, походу, Польша, да. Стой. Сколько там человек? Вон, посмотри, 14. Братья, сестры, я вас всех люблю. Слава Украине, блядь, смерть оркам. Слава, блядь, татарам и таджикам, и азербайджанцам, наши братья любимые, казахи. В Лодзе 32-летняя И русские женщина даже хорошие, угрожала которые ножом. люди. Давай я это дочитаю. Да, давай, В Лодзе Бутуфа. 32-летняя женщина угрожала ножом водителю такси, заказанного через приложение. Инцидент произошел в понедельник вечером в городе Лодзь. Во время ссоры в пути пассажирка вытащил нож, а 22-летний водитель, воспользовавшись ее внимательностью, выбежал из автомобиля и сообщил полицию. Женщина задержала на следующий день за разбой применением ножа, ей грозит до 20 лет свободы, лишения свободы. Вот и писец. Это Польша вроде бы, Лодзь это Польша, блин. Он мог бы уже раз 5 выхватить этот ножичек у нее из руки. Я за парня переживал. Очень рад, что у него все хорошо. Очень хорошо, что женщину посадили. Ну, как говорится, в Европе, думаете, такого не бывает, что ли? Это сплошь и рядом, блядь, нахрен. Да хрена и больше. Так, ладно, идем дальше. Ну вот опять началось, блядь. Договорили, так сказать, про Уфу. Вот, что тут пишут? В скандальном деле Эпштейна обнаружили уфимский след. В скандальном деле Эпштейна обнаружили уфимский след новой партии опубликованных документов скандального дела американского миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна обнаружился уфимский след. Заебись, да? Одна из подручных Эпштейна, экс-россиянка Наталья Малышева, сообщала ему о девушке из Уфы по имени Резида. Нихуя себе! Татарлар даже бар, или башкирт. Правда, в письме она указывала, что Уфа это Татарстан, перепутав регион. Указывала, что девушка еще студентка, подрабатывает официанткой. В Нью-Йорке на тот момент она жила 1 год.
Также Малышева заверяла, что с новенькой не будет проблем. Отметим, что в деле Эпштейна фигурирует не менее 25 российских городов. Помимо Уфы, это Челябинск, Омск, Саратов, Казань и другие. Эпштейн создал целую сеть вовлечения совершеннолетних в проституцию и сексуальной эксплуатации. Он был осужден за склонение к занятию проституцией в 2008 году. А еще через 11 лет его арестовали за торговлю людьми и вовлечение в проституцию. В том же году он покончил с собой, хотя затем эту версию смерти подставили под сомнение. Класс, да, блядь, нахуй? Класс. А потом мы говорим, вот, мы такие ровные, блядь, нахуй. Понимаете? До чего доводит государство людей, что люди к этому идут. Потому что как мы больше, чем нужно уже, наверное, остались в этом узком мире, блядь. 500 лет, нахуй, в рабстве мы. 500 лет. Поэтому, блядь, нахуй, бездна башкирты, татары деградировали, блядь. Деградировали, если тут далеко, блядь, ехать не надо. Вчера только тоже, блин, читал одну хрень, блядь. Дагестан, блядь. Из Дагестана 21-летнюю какую-то тёлку, блядь, спасли из Дагестана. То, что она уехала куда-то, нахуй, в Бангладеш, не, на Мьянму куда-то, блядь, Таиланд или Мьянму, блядь, потом их там ее украли, потом туда-сюда, и, короче, грубо говоря, блядь, под угрозами, под каким-то, нахуй, насилием, нахуй, засунули какую-то, блядь, фейковый телефонный оператором работала она, и чтобы наебывать, то ли она учитель английского, то ли чё, блядь, хуй знает. Короче, наебывать людей, блядь, нахуй, разводить на телефоны. Вот такая хуйня, блядь, в Мьянме. И вот ее как бы спасли на днях, короче. 21 год, что ли, ей, блядь, из Дагестана, короче. И российское посольство ее каким-то образом вытащило, блядь. Вот до чего доходят наши люди. Один едут, нахуй, в Нью-Йорк, блядь, пизду свою продавать, другие, блядь, едут, нахуй, в ебеня, в Мьянму, блядь. Я хуею, блядь. А почему так? Потому что государства бедные, блядь. Бедное государство. Народ, блядь, нахуй, ошарашенный, блядь, там. Уже все. Миллиардер сыгып ташлаганлар аларны, блядь, нахуй, уже. Мыйлары yok кишини, блядь. Хотын кызлар урам боюнда уже, блядь. Акча собирают, блядь. Это пиздец, блядь. Дожили мы, блядь, дожили до того, что девчонки молодые, там, от 18 и так, еще ниже, я и не говорю, да, у Эпштейна еще ниже были же дети, так сказать. И все шатаются в этом, так сказать, в этом мире, так сказать, в развратном. Почему? Потому что дома ни родители, ни братья, никто нормально не может обеспечить семью, наверное, и так далее, и так далее. Поэтому вот дети вот в жопе, так сказать, блядь. Поэтому хотя бы, если уж доходят до этого, хотя бы нужно приезжать, если вы не можете уже все зарабатывать, приезжайте хотя бы в Европу, блядь, и в Европе сдавайтесь в Азюль, блядь, и живите вот бесплатно. Живут же люди, бесплатно кормят, все. Живите хотя бы так, если ты уже не можешь дальше тянуть, нахуй, свою лямку, как говорится, в России или там еще где-нибудь, блядь, и приезжай в Европу, вот, подайся в Азюль и живи, блядь, спокойно. И старайся, блядь, остаться тут. Если уже до такой степени, ну, жопа у тебя, так сказать. По делам, жопа. Вознесенский тракт. 15 минут до... Так, идем дальше. Вот, сгорело все, блядь. Блядь. Сгорело все, девушка сожгла пункт сбора гуманитарки для российских военных. Сбора гуманитарки для российских военных. Девушку поймали сотрудники этого фонда. С собой у нее была коробка, которую она угрожала взорвать. СМИ пишут, что вместо взрывного устройства у девушки внутри был живой голубь. Веселуха полная, в кино можно не ходить, потому что вот такое кино теперь у меня можно посмотреть из окна. Как пишет Фонтанка, сгорело все. Все вещи, которые собрали СВОшникам и мирным жителям на оккупированных территориях. Ну, вот. Наш благотворительный фонд сожгли украинские террористы. Силовики возбудили дело о Украинские, теракте. По блядь. этой статье может грозить до 20 лет колонии. Все пиздец, нахуй. Поняли, да? Девушка сожгла пункт сбора гуманитарки для российских военных. Молодец, блядь. А наши что творят? А наши, блядь, собирают у бабушек последние копейки, блядь, и везут, блядь, нахуй рота башкирты или там всякую хуйню, блядь, везут туда, блядь. Всякие роты, блядь, из Башкортостана. Кормят, блядь.
Во. orqali terroristik va aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan ma'ruzalarni Вот, теперь в Андижане. terroristik tashkilot ta'siriga tushib qolib, Suriyaga ketmoqchi bo'lgan 13 nafar o'smir qo'lga olindi. Ular ijtimoiy tarmoqlar orqali terrorchilik tashkiloti targ'ibotiga jalb etilgan va Suriyaga chiqib ketishni rejalashtirgan. 16-19 yoshli o'smirlar huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida qo'lga olingan. Aniqlanishicha, Shahrixon tumanida yashovchi 17 yoshli yigit ijtimoiy tarmoqlar orqali terroristik va aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan ma'ruzalarni tinglash oqibatida Suriyadagi Ahli Sunna val Jamoat nomli terroristik tashkilot ta'siriga tushib qolgan. Tashkilot targ'ibotchilari yigit bilan aloqada bo'lib turgan. Unga turli topshiriqlar berishgan. Jumladan uyida jamoat tuzishni aytishgan. Shuningdek, yigit ularning topshirig'iga asosan Instagramda Al-G'arib nomi ostida sahifa ochib, unga Ahli Sunna val Jamoat tashkilot media markazi tomonidan tayyorlangan video va audio materiallarni joylashtirgan. Shu tariqa u Ulug'nor va Shahrixon tumanlarida yashovchi 16-19 yoshli 13 nafar yoshlardan iborat bo'lgan Ahiylar nomli virtual jamoatni tuzib, jamoat a'zolari bilan jihod va hijrat qilish mavzularini hamda xalqaro terrorchilik tashkilotlarining da'vati va chaqiriqlarini muhokama qilib kelgan. Shundan so'ng ular Suriyaga chiqib ketishni rejalashtirgan. Bildirilishicha, holat yuzasidan jamoat a'zolariga nisbatan Jinoyat kodeksining 244-moddasi 3-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Yodingizda bo'lsa, avvalroq sud Toshkentda qo'poruvchilik harakatlarini sodir etishga tayyorgarlik ko'rishda ayblangan 20 yoshli yigitni 6 yilga ozodlikdan mahrum etgan edi. U terroristik tashkilotlar g'oyalari ta'siriga tushib qolgani, Suriyaga chiqib ketish yo'llarini surishtirgani va taqiqlangan ekstremistik materiallarni tarqatgani ma'lum qilingandi. Это вот прилетело, я не знаю как, откуда прилетело, 2 недели назад это уже объявляли. 2 недели назад. Ну, кто не знает узбекский, переведу. Короче, грубо говоря, 13 несовершеннолетних там или совершеннолетних, от 16 до 19 лет, что ли, сказал он, были пойманы, короче, которые хотели идти в ИГИЛ. Ну, по Сунне Джамаат, короче, в Сирию, короче. Вот такая хуйня. Ну, что я могу сказать, блядь? Снова Андижан? И могу только, так сказать, похвастаться, что ли, блядь, что это опять Андижан, блядь. Никто из, блядь, Узбекистана, ни один регион такие движухи не делает, блядь. Почему именно Андижан? Потому что мы с Андижана, блядь, не можем, нахуй, терпеть какие-то движухи, блядь, которые происходят в республике и так далее. Но вот эта игиловская система, блядь, нахуй, она, я еще раз говорю, блядь, сектанты нам нахуй не нужны, блядь. Если мы пойдем на Москву, блядь, с ними вместе, окей, мы можем пойти с ними вместе, и все, на этом все закончится. Но не больше. Под их крыло, там, под их тему мы не будем подписываться. Потому что сектанты, это 78-79 течений, какая-то из них, блядь, нам нахуй не нужна. Наше одно только есть. Путь истинный, это Ахлева Джамаат, но это ихнее, это лицемерное. А наше вот правильное, которое мы идем по исламу, который нам дано, блин. Все, вот это, ханафитский масхаб. А у них масхаб тоже хуй знает, какой может быть. И поэтому, как говорится, что я могу сказать, блядь? Система ИГИЛа, система вот этой всей, так сказать, террористической кампании, это мы уже давно поняли, блядь. Это созданная хуйня Америкой, евреями, блядь. И поэтому, как бы, под эту тему никто не должен подписываться, блядь. Под эту хуйню никто не должен идти, блядь. Наша цель — уничтожить Москву. Вот под эту тему вы можете подписываться, блядь, нахуй. Да, мы будем убивать, нахуй, блядь. Тоже нужно подписываться, блядь, нахуй. Но это, блядь, только один раз, блядь, будет, нахуй. Один акт, так сказать, блядь, нахуй, блядь. Сунул, вынул, нахуй, и все, и ушел, блядь. Один раз это будет, нахуй. Зачистка Москвы один раз, нахуй. И мы, блядь, себя террористами, нахуй, не считаем, блядь, нахуй. Мы считаем, нахуй, освободителями, нахрен.
как говорится, захваченных вот этим Москвой, нахуй, наших территорий. Вот и все, блядь, нахуй. Поэтому у меня и канал есть «Уничтожить Москву». Подписывайтесь на этот YouTube-канал тоже. Вдруг этот, если куда-нибудь денется, чтобы оттуда я буду выходить тоже. Ну, подписывайтесь на мои все каналы. Поэтому вот эти темы, которые вот в Узбекистане очень тяжело вот это дается, во время Каримова то же самое было. Люди, как сказать, нельзя сказать отсталыми, люди быстро ведущие. Понимаете, вот такие вот узбеки наши, вот мои земляки, они быстро ведутся. Вот их вот эта быстрая ведущесть и погубит их. Она и губит их. Вот нахуй им это нужно было. В Сирии, блядь, нахуя, блядь. Там уже все освободили. Кого там освобождать, долбоебы? Уже все, уже надо было раньше думать, блядь. А уже освободили, все, там уже Аль-Шара освобожден, все, блядь. А эти нашли только что их, блядь. Куда, кого вы освобождать там собрались, долбоебы, блядь? Вот это я не могу понять, блядь, нахуй. Все, Сирия независимая, нахуй. Вот вы к нам можете приходить, подписывайтесь под каналы, блядь, нахуй. Рубитесь за нас, блядь. За Башкортостан, за Татарстан, если уж до такой степени хотите выйти на дуэль, так сказать. Вот наша цель Москва, блядь. Кто вы там в Сирии, кого, блядь, с кем вы хотите воевать в Сирии, блядь? С курдами, что ли? Нахуй они нам нужны, блядь? Курды должны тоже свою независимость получить, блядь. Свою землю взять где-нибудь, блядь. Нам они не враги, блядь. Наш враг, нахуй, это кто? Москва. В данный момент, блядь. Наша территория захватил, получается, Москва. Все, вот это наша цель, блядь. Нам другие нахуй не нужны нам. Вот это вы должны понять это, блядь. И у Ташкента то же самое, блядь, нахуй. Точнее, у Андижана или там Узбекистана. Ваша цель Ташкент, блядь. Ваша цель уничтожить Мирзияева, блядь. Ваша цель таджиков уничтожить Эмомали Рахмона. Кыргызов также. И у казахов то же самое, блядь. Уничтожить свое правительство. Вот у каждого своя цель есть, блядь. А не бегать по чужим землям в Сирии, блядь. Кутабама уерда, блядь. Пширкойптама. Удивляюсь над людьми, блядь, нахуй. Шароебятся по другим странам. Өзіңді, блядь, аминге кіріп отырсың, нахуй. Аминге, блядь. Өзбекстаннан келіп, 37 миллионнан, блядь, 7 миллионы келіп, Россияда шпірепсің, блядь. А сен собрался сюда воевать идти, блядь. И долбоебы, что ли, блядь? Как вы думаете вообще, блядь? Пиздец, нахуй. Молодняк ебанутый сейчас растет. А тебе понял? Кәрімні балалар, у касал, нахуй. Касал улар, блядь. Как и путинососовские дети, такие же, блядь, отморозки, блядь. Вон, нацисты какие-то, блядь, вылазят. Клоуны, блядь. Вот, в Исламабаде прогремел взрыв в мечети во время визита Шавката Мирзияева. Заебись, хули. Вот, 9 часов назад, блядь. Я так понял, про президента это вы ради хайпа кинули текст. Комментарии собрать, блядь. В столице Пакистана произошел теракт в мечети во время пятничной молитвы. В данном месте СМИ погибли не менее 18 человек. Еще свыше 80 получили ранения. Сообщается, что взрыв совершил террорист-смертник. Экстренные службы работают на месте территории оцеплена. А, Исламабад это Пакистан, блядь. Ну, дичь какая-то вот. Зачем вы разорвать мечети? Вот это я не могу понять. Тоже, блядь, нахуй. Тоже это движуха, блядь, нахуй. Или индусов, блядь, нахуй. Или каких-нибудь евреев, блядь. Это чья-то провокация, блядь, нахуй. Только это, блядь. Причем тут Мирзияев, блядь? Так. Так. Идем дальше. Ну вот, видите, Испания до такой степени конкретно говорит про ислам, защищает ислам, даже мусульмане так не защищают, как Испания. Вот видео. В Барселоне прошла акция в памяти Хинд Раджаб, 5-летней палестинской девочки, погибшей в Газе в январе 24 года. Это та, которая, наверное, сидела в машине. Помните?
Вот ее где-то там на пляже нарисовали. Народ, а что, правда, что памятник Салавату Уфе убрали? Да, убрали. Убрали и куда-то, блядь, забрали, пидорасы, на ремонт, блядь. Так. Идем дальше. И Инстаграм вообще пипецовский, блядь. Новости на новости, блядь. Ну вот. И выложили в соцсети. Рамзан Кадыров публично одобрил такие действия силовиков. Вот как пытали Салмана Одна из самых Типсу. известных трагедий связана с именем Салмана Типсуркаева. 19-летний парень был модератором оппозиционного телеграм-канала «Адат». Его похитили в Геленджике, жестоко пытали, изнасиловали в возвращенной форме. Причем все это снимали на видео и выложили в соцсети. Рамзан Кадыров публично одобрил такие действия силовиков, заявив, что они поступили правильно. После издевательств и пыток юношу вывезли на полигон, засунули в рот гранату и дистанционно подорвали ее. Никакого расследования этого жестокого убийства в России, естественно, не проводилось. Охуеть. Человек просто исчез, и все. Многие знали, что случилось с Салманом, но на официальном уровне полная тишина. Одна из самых известных трагедий связана с именем Салмана Типсуркаева. Охренеть, блядь. Блядь, в рот гранату и убили. Вообще. Головорезы конкретно. Просто писец, блядь. Комментарии. Ну, Дон получил наказание от Всевышнего. Сын в коме у самого почки отказывает. Өзін Құдай деп санап кеткен ғой, и все идет наказание. Всевышний справедлив. Бізде айтқан кебек тишіп шыға дегені шул енді ол мына. Ол тишіп шыға ол, Алла берса. И Хабирова также будет, и Минниханова также будет. Все вот этим пиздализм Москвы, блядь, придет конец, блядь, рано или поздно, блядь. И иншаллах, главное, чтобы мы дожили до этих времен и посмотрели, как это будет происходить. Нам сколько лет будет неизвестно, но они точно будут, как говорится, старее нас, блядь, эти черти. Так, в Александровской больнице торгуют органами и костями, блядь. Просто дурдом. Органы и кости умерших пациентов Александровской больницы в Питере продавали на опыты. Задержан заведующий патологическим отделением. Вообще классно, блядь. Сори, а где звук? Туба. Ой, есть еще? Дурдом, короче. Прочитаем. Органы и кости умерших пациентов Александровской больницы Питера продавали на опыты. Задержан заведующий патологическим отделением. Стало известно, что материал покупали различные клиники, как образцы для косметических, хирургических и стоматологических практик. Чаще всего органы на продажу вырезали из тел людей без определенного места жительства и родственников. Фу, блядь, нахуй. Понимаете, блядь? Это значит, блядь, вот эти трупы, которые исчезли, говорят сейчас, вот этих даже, Башкортостан, Татарстан, без вести пропавших, их тоже, мне кажется, пустили под органы, блядь. Если осталось тело, блядь, куякс вырезали нахуй и продали куда-нибудь. А чё выкидывать, блядь? Ну это на овцу, так сказать, покушение было. Как я понял, стреляла девушка, короче, и успела сбежать. 2-3 раза чпокнула, короче, вроде бы он еще, блядь, сука, дышит в больничке вроде бы. Пока непонятно, нашли ее или нет. Киллер расстрелял генерала-лейтенанта Алексеева в спину. Покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ произошло на Волоколамском шоссе Москва-база. Владимир Алексеев выжил, его госпитализировали, но состояние офицера остается неизвестным.
генерал-лейтенант Владимир Алексеев с 2011 года первый заместитель начальника ГРУ. В 2017 году ему было присвоено звание Героя России. Ну, короче, шайтан, короче, узкожопый. Что можно сказать тут? Ничего не скажешь. Do'stlik chegara postining boshlig'i korrupsiyada ayblanib qo'lga olindi. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi eng gavjum postlardan biri bo'lgan do'stlik chegara Это postida моя зона. Bu haqda aytib beraman. Я вот оттуда. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi 2-fevralda Do'stlik chegara posti rahbarini qo'lga oldi. Bu chegarada sun'iy navbatlar yaratish, o'rtanishlar orqali chet elliklardan pul undirish va jinoiy guruhlarga homiylik qilishda ayblanmoqda. Bu haqda Milliy xavfsizlik qo'mitasining matbuot xizmati bildirdi. Qo'lga olingan yetakchi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining vaqtincha saqlash joyiga kirgizilib, bu jinoyatga aloqasi bor boshqa xodimlarni aniqlash harakati davom etmoqda. Hozircha qo'lga olingan yetakchining yoki uning advokatining bu bo'yicha fikrini bilish imkoni bo'lmadi. Chegaradan o'tishdagi muammolar, uzoq navbat kutish holatlari haqida avval ham ko'p bor aytilgan. Ijtimoiy tarmoqlar orqali bu haqda o'zbekistonlik yo'lovchilarning shikoyati aks etgan turli videolar e'lon qilingan. Bugun esa vaziyat boshqacha. Chegara postidan o'tayotganlardan so'rasak, bugun odam ancha ozligini, shu bilan birga navbat kutishlar ham bo'lmayotganini Men ham shunaqa bo'ldim. aytishmoqda. Hech kim o'chirdi yo'q, hamma yo'g'i yaxshi. O. Keldigan qator kim kelarkin deb o'tiribdi, kirsak, pechatlarimizni bosib berdi, Allohga shukr. О, видите, контроль не был, значит, там черти, блядь, были. Andijon viloyatining Xo'jobod tumanini Qirg'izistonning O'sh shahri bilan bog'laydi. U Farg'ona vodiysiga Это моя, где я родился, эти мои края. harakati uchun asosiy yo'lak hisoblanadi. Ikki davlat o'rtasidagi mahsulot ayirboshlashning katta qismi shu post orqali amalga oshadi. Ya'ni xalqaro va juda muhim bo'lgan chegara punkti bu. Rasmiylar ham endi bundan keyin do'stlik chegara posti ancha yaxshilanishini, navbat kutishlar bo'lmasligini, sun'iy navbatlar, pul olishlar bo'lmasligini va'da qilishyapti. Наконец-то. Наконец-то порядок навели, блядь. Шайтаны долбаные, блядь. Мен 22 yılını, когда я оттуда уезжал из России, вот я оттуда проходил, там был кошмар, короче. Мы еле как прошли, меня добросили, так сказать, на машине, и мне надо было пройти. Я еле как прошел, там такой бардак был, блядь. Куда-то прут все, блядь, вещи, торговля, вот эта хрень, блядь, базар-вокзал, короче. Ну, реально базар-вокзал там устроили они. А когда я в детстве проходил его раньше, в 2004 годах, каких-то 2003 годах, вообще все по-другому было, блядь. По-простенькому зашел, тик, печать, вышел, дальше пошел, блядь. Вот так было. 5 минут, блядь. А сейчас ебли нахуй. И вот теперь они порядок навели. Значит, получается, коррупция была. Пидорасы, значит, заводили и дергали нахуй. Пюльбер нахуй. Акша, блядь. Эти, кыргызская сторона, блядь, ебла. А здесь узбеки ебли, блядь. Я же эту фишку всю знаю, блядь, нахуй. На территории, на любой границе делаются бабки. Поэтому, вот как раз насчет границы вспомню. Шунарга, Башкортостана, Татарстана никаких границ с Казахстаном не будет. Чтобы вот таких коррупций не было. Понимаете? Это в первую очередь, это защита от коррупции, блядь. Любое движуха должно быть проходить туда-сюда, блядь, беспрепятственно. Никаких заборов, никаких КПП, нахуй. Вообще, вот, как Европа, да, какие-то барасы, трасса вот шла, как шла, блядь, допустим, хуяк с Казахстан, хуяк с Башкортостан, блядь. Понимаете, вот так должно идти, блядь. Ничего не должно, блядь, нахуй, там, не должны видеть даже заборов не должно быть, нахуй. Ничего не должно быть. Все снесено должно быть, нахуй. Если сейчас с России заходишь колючка, блядь, проволока, блядь, ничего не должно быть, блядь. Вот я в Орске был, я Куандык проезжал, все там был я там. Там речка какая-то, там смотришь, там Казахстан, тут это, но там вроде есть забор какой-то, есть там пиздец там, ну, короче, мана шул айберлер болмасқа тиіш, блядь, кишет кирге шығырға тиіш, блядь, как у себя дома, зашел, вышел, что казах потерял в Башкортостане, я в Казахстане что потерял, зашел, вышел, и все,
по своим делам зашел и вышел, блядь. Что ты там украдешь, что ты возьмешь, блядь. А вот дорожные движения должны проверяться. Дорожное движение, само собой, ГИБДД и так далее, должно, как говорится, контролировать весь этот сыр-бор, блядь, нахуй. Это понятно, блядь, нахуй. И то как. Не так, что, блядь, на каждом шагу останавливать и скорость мерить, блядь. Скорость, не скорость, блядь. Нихуя ничего не должно проверяться, блядь. Едут, нахуй. Должны быть, нахуй, такие эти... На каком-то километре, допустим, каждые 5 километров должны стоять такие будки, блядь, СОС типа. Нажимаешь, и туда должно приехать МЧС или что-то в этом роде, блядь, патруль дорожный, который тебе поможет, там, поломался, туда-сюда, тебя оттаранить оттуда, блядь. Она шуна нарсадан кылыш керек в дальнейшем, блядь, потому что и в Башкортостане там больно тоже дикие места, блядь, а там дальше в Казахстане то же самое, блядь, степь, блядь, там охуеешь, если поломаешься, блядь. Вот эти движениями надо заниматься, они заборы, блядь, строят между собой, блядь. Поэтому монашул дусыкларням юкатыварыш керек в дальнейшем. И кыргызам, и узбекам это тоже относится так же. Из Ташкента, блядь, я заебался заходить. С Казахстана в Ташкент заходить, заебался, блядь. От казахов вышел, в Ташкент не могу зайти, блядь, нахуй. Заебался заходить, блядь, сука. Вот этого тоже не должно быть, блядь. Что, блядь, там тоже, блядь, зашел, вышел, блядь, нахуй. И все, блядь. Но если уж это приведет к тому, что вы подумаете, что наркота пойдет, блядь, нахуй, ну, а менты для чего, блядь? Как раз для них и работа появится, нахуй. Пусть, сука, работают, нахуй, менты. Пошла наркота, значит, ловить машины, нахуй, блядь. Контролировать, нахуй, этот базар-вокзал, блядь. Вот и все. Вот только таким образом, блядь. По-другому никак, блядь. Значит, получается, заходит наркота в город, да, допустим, давайте сообразим такую тему. Вот, допустим, вот здесь, да, вот Европа, заходит наркота, блядь. Они прекрасно знают, откуда заходит, с кораблей. С корабля заходит наркота. И с Испании и так далее, и так далее. Вот я недавно читал где-то, кока заходит с Испании. Грамм 60 евро, говорят, блядь. Оптовый грамм 60 евро, блядь. А потом его миксуют, продают здесь неизвестно, блядь, этот кокс. И в итоге получается, Испания это дыра нахуй для кокса. Но все равно она заходит же, блядь. Откуда они ловят тогда его? Значит, они знают, откуда заходит, блядь. И поэтому тут то же самое, мы, понятно, будем знать наш. Ага, прет с Афганистана, прет с Кыргызстана, с Таджикистана, с Узбекистана прет это все, эта хуйня. Мы знаем, откуда она прет. Все, мы примерно будем понимать, какие машины, блядь, тормозить, и что, почем, блядь, и все. Какие движухи делать. Понимаете? Вот как-то так будет, нахуй. Я так считаю, блядь. И контроль, именно, знаете как, блин, вот эта еда, вот эта вся движуха должна проходить беспрепятственно. Само собой, блин, если какие-то, ну, так сказать, херовые моменты будут происходить в виде там контрабанды до такой степени, что, блядь, внутри еды будет, само собой, это же они будут прятать куда-то, маскировать, вот как они же маскируют куда-то в глину, туда-сюда, всякую хуйню они придумывают же, блядь. Они же тоже там дураки, блядь, сидят. Они придумывают, сегодня так в арбуз напичкаем, завтра в дыню там, завтра куда-то там, еще куда-то, блядь, в памперсы. И так, и это все будет проверяться. Эту всю дичь нужно будет, само собой, проверять. И поэтому я считаю, что любая машина, которая зайдет, блядь, на территорию с Казахстана в Башкортостан, или там с Башкортостана в Казахстана, должна проверяться отдельно. Которые, блин, огромными партиями везутся, блядь, само собой, там еда и так далее, оно должно где-то проверяться, блядь. Вот на какой-то конечной точке она должна проверяться где-то, блядь. Значит, для этого все равно нужно какой-то контроль сделать, блядь, я так думаю. Потому что выход, блядь, с Башкортостана, с Татарстана никуда ничего, от нас ничего не выйдет, но от вас зайдет. Вот в чем прикол, потому что у нас такие морозы, у нас там нихуя конопля и мак только растет. Ничего не растет у нас, блядь. Наркота у вас в тепле растет. Поэтому как бы это насчет этого нахуй как-то надо... Это надо будет как-то обдумать, блядь, я не знаю. Так, идем. Что тут, блядь, пиздит? Так, Ходорковский что говорит? Прямые удары это дикость какая-то. Человек ведет войну террористическими методами. Он умышленным образом наносит удары по населению, причем, ну, такие вот
прямые удары, уничтожающие для них возможность жить нормально. Причем выждали, когда зима будет холодной, когда люди реально не смогут жить без отопления, и в этот момент разрушают систему энергоснабжения страны, энергоснабжения крупных городов. Ну, это дикость какая-то. И я понимаю, что Путин — это человек, у которого вот эта вот эмоциональная часть, ну, просто вот, ну, она отсутствует. Знаете, я не психиатр, я не могу давать какие-то, так сказать, медицинские здесь заключения. Но вот я знаю, что есть люди, у которых нету ощущения эмпатии других людей. Это дикость какая-то. Человек ведет войну террористическими Ну, методами. скажу я вам одно. Ходорковский может говорить сейчас красиво. До взятия власти. Вот, допустим, вдруг снесется, что-то произойдет, и возьмет Ходорковский власть. И вот тогда вы посмотрите, как он будет плясать. Поэтому, как говорится, словам Ходорковского относиться нужно так. Ну да, ну понятно, это твое мнение. Всего лишь твое мнение, не больше. Вот и все, блядь. Вот как-то таким образом. Потому что Ходорковский раз и навсегда одну вещь сказал, блядь. Чечня — это Россия. Все. Когда он Чечню не отпускает нахуй, ебал я в рот таких евреев, блядь. Вот и все, блядь. Это то же самое, что он мог бы сказать. Если он был бы в Израиле, он бы сказал бы: Палестина или там Газа — это Израиль. Это то же самое, блядь, понимаете? То же самое, блядь. Или там он сказал бы так: Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан — это наши рабы. Это наши рабы, блядь. Вот то же самое, блядь, нахуй. Понимаете? Из той же категории. Ничего не меняется. Поэтому верить вот таким чертям, ну, себя не уважать, наверное. Просто себя не уважать. Послушать можете. Я тоже слушал вот до этого, где-то пару лет назад, когда я начинал, я слушал всех подряд, блядь. И потом я уже понял, кого слушать. Отсеял я всех нахуй. Ходорковского отсеял тогда, когда я услышал вот насчет того, что он сказал: Чечня — это Россия. Все, после этого я уже понял, я его канал даже не смотрю, блядь. Там хуй какой-то гей, блядь, этот нахуй работает, блядь. Или транс, или гей, блядь. Этот какой-то черт, блядь. Татарин, блядь, у них еще, блядь. Корреспондент татарин, блядь. Ну, пиздец, нахуй, блядь. Вообще, нахуй, уже не уважаю, блядь, нахуй, его канал, блядь. Балаболы, блядь. Собрались, блядь, читай. Ну, знаете как? Как Трамп, блядь. Богатый, значит, блядь, будет президентом, блядь. Любой богатый будет президентом, блядь. Это же неправильно, блядь. Поэтому башқұр білен татарда бізде только құрылтай болырға тиіш. Біз өзіміздің құрылтайны жиғаш, онда бойсыңмы, блядь, міскінсіңмі, ауылданмы, жоқмы, біз оны тексермейміз. Бізге ақыллы, нормальный кіші шу құрылтай құрылға тиіш. Все, мына құрылтайда бұларға тиіш шундай кіші, который өзіні халқы үшін күреш атырған кіші бұларға тиіш. Они вот эти, блядь, долбоебы, которые богатые, блядь, нахуй. Папа Алсу Сафин, блядь, если помните, блядь, хотел Уфу отжать, блядь. Потом Рустама Хамитова посадили вместо него. Всякие войны были после Муртаза Рахимова, блядь. Понимаете? Поэтому нам не нужны такие богатые. Еще раз повторяюсь, вот я опять вспомнил это, Башкортостан и Татарстан сейчас со всех сторон хотят раздербанить. Сидят, ждут, когда упадет режим Путина, сдохнет Миниханов с Хабировым, его хотят захавать. В том же в репертуаре захавать хочет и Руслан Габбасов. Руслан Габбасов тоже хочет эту тему. Каждый хочет урвать, блядь, свой пирог, блядь. Поэтому я еще раз говорю, блядь, этого не будет нахуй. Наше движение именно должно организовываться на том, что будет контролировать все это, Курултай будет контролировать. Нам не нужны нахуй вот эти, блядь, собаки, которые нахуй пытаются сейчас, блядь, ну так сказать, выждать, блядь, момент и заебенить нахрен, как говорится, эту дичь. Такой темы не должно, мы не должны этому, блядь, как сказать, пропустить такое, блядь. Поэтому бізге күрәшергә керек до такого, что Башкортстан белән Татарстанда только Курултай булырга тиеш. Курултай, блядь. Мәскәүне, блядь, тун кайтырып сигеп кайткач, нахуй, без үзебезне жерләргә, мен әйткән жерләргә хуҗа булырга тиешбез, блядь. А не так, что, блядь, мы, получается,
пытаемся воевать, пытаемся, блядь, кажется, уничтожить Москву, а тут хуяс придет какой-то богатый, блядь. Ну, допустим, ну, как, ну, в голову сейчас не приходит какой-нибудь богатый. Кто может быть богатый? Допустим, тот же, блядь, Алсу Папы, нахуй, Сафин, блядь. Он же с Верхнеяркеева, блядь, они, суки, с Верхнеяркеева, блядь, чуть ли там пернешь, уже ж Татарстан. Грубо говоря, оттуда они. И поэтому они, блядь, нахуй, вообще нахуй ни к селу, ни к городу, блядь, вообще не имеют права даже, нахуй, что-то пиздить Уфу, блядь. Потому что они, так сказать, из той категории людей, вот как раз как Сабуров этот, блядь. И там посидел, и тут посидел, блядь, из этой категории, нахуй, блядь. Сабуров тоже не может, блядь, нахуй, быть, баллотироваться к президентом или кем-то в Курултай, блядь, Казахстана. Вообще нахуй он. Потому что он уже все, он себя показал, блядь. И этот Сафины такие же, блядь, нахуй. Такие же, блядь, все, блядь, нахуй, сейчас топчутся, нахуй, внутри России, блядь. Хавают, блядь, с этого дерьмового, так сказать, с дерьмовой ложки, блядь, этот хрень нахрен, блядь, путиносовскую. Все, они нам туган тугулялар, блядь. Они манкурты, блядь. И из этой категории мы в Курултай никого не должны поставить, блядь. Любой один из них, такой черт, блядь, предаст, блядь. Предаст. Поэтому там должно организовываться только та часть населения, которая топила и будет топить вместе с нами. Мы только их будем, так сказать, ставить, блядь, как вставленников, так сказать. Мы их только поставим, блядь. Другой нахуй никто не будет там, блядь, разруливать этот, так сказать, башкирский татарский пирог. Балишны, как говорится, мы будем, как говорится, и варить, и допекать, так сказать. Ну вот опять какая-то дичь, блядь. Уверен в этом. Мы знаем, теперь знаем, что в доме Джеффри Вы думаете, Джеффри Эпштейн был шпионом? Я твердо верю, что он был шпионом, да. И на кого он работал? На Израиль. Я уверен в этом. Мы знаем, теперь знаем, что в доме Джеффри Эпштейна на острове были видеокамеры. Скрытые камеры буквально в каждой комнате, включая ванные. Охуеть. Зачем? Зачем? Какое ему дело? Что там было, если только он не использует это видео против людей? Как я сказал, только израильтяне и русские используют шантаж как рычаг давления. Вы думаете, Джеффри Эпштейн был шпионом? Я твердо верю, что он был шпионом, да. И на кого он вот и работал? думаете На после Израиль. этого. Я уверен в этом. Мы знаем, теперь знаем, что в доме Джеффри Эпштейна Сейчас закину-ка на себе острове в телегу. Ну вот и все. Вы думаете, Прочитаю. Ну, что там написано. Бывший сотрудник ЦРУ США Джон Кириаку уверен, что покойный скандальный финансист этот Хуйштейн, блядь, связанный с самым громким секс-скандалом в мире, был шпионом и работал на Израиль. Вот и все. Поэтому комментарий давайте, прикольнемся комментарии. Вот поэтому и Трампампама они держат на крючке, ведут с ним себя фривольно. Большой компромат, значит, есть на Трампампама. Вот и все, блядь. Трампампам, блядь, нахуй, на крючке, блядь, нахуй. И путиносос тоже, блядь, отсюда его тянет, блядь, на свою, так сказать, удочку, блядь. И эти тянут, блядь. Вот и все, нахуй, блядь. Так что, блядь, все вляпанные, блядь, нахуй. И самое интересное, блядь, вы прочитали, читали и смотрели, слушали, наверное, да? Что они и детей кушали. Слышали такое, да? Что они, блядь, своих жертв еще жертвоприношения приносили и кушали, блядь. Ну это пиздец, да, перебор, думаешь, да? А может, жрали, блядь. А может, на самом деле и жрали, блядь. Откуда ты знаешь, блядь, что они там кушать делали себе? Гриль. Гриль, барбекю, блядь. Ребенок там из России, блядь. Гриль или плов из ребенка задней части, блядь. Это пиздец же, да, блядь, нахуй? Охуеть, блядь. Людоеды, сука. А чё они? Все обкуренные коксами, блядь, все конченые, чокнутые, блядь. Там, конечно, все может, блядь. Кто кого сожрал, блядь.
и упаковал куда-нибудь неизвестное. Ну вот, видите, вот. Военные верблюды и 3D-мотоциклы в Индии. Прошел военный парад. Военный парад в Индии. Супер, блядь. Ну, короче, пиздец, нахуй. Ну, давайте прочитаем, да хуя поют. Нихуя, нахуй, у них еще верблюды есть, ебаный в рот, я это не верил, блядь, в натуре верблюды даже есть. Пиздец, нахуй. Понятно, короче. Ой, они любят мотоциклы, вот этот, сука, Митхун Чакраборти ебучий. Индия вновь устроила грандиозный военный парад и в очередной раз напомнила миру, что у них есть буквально все от гиперзвуковых ракет до боевых верблюдов и соколов. Кстати, насчет верблюдов, это внедорожники с горбом, которые доставляют грузы в Гималаях и помогают охранять границу. Как прошел парад в этом видео. Вот такая вот дичь. Так что, блядь, я говорю же, в Инстаграме чего только нету, блядь. Все, что вы хотите увидеть в Инстаграме. Так. Идем дальше. Что тут интересное есть? О, блядь, Лаврушка. Лаврушка был тоже у Эпштейна, блядь, нахрен. Понимаете, блядь? Короче, это полный, блядь, сплетни сайт получается, блядь. Почитаем, давайте. Лаврушка минимум 2 раза был на острове Эпштейна. Журналисты отыскали в файлах минимум 2 упоминания о том, что Сергей Лаврушка посещал остров Эпштейна. В мае 16-м Эпштейн писал своим помощникам Николасу Визби, что после очередной сумасшедшей вечеринки был поражен пристрастиями Сергея Лаврова и описывал его как чертовски голодный и настоящий русский жеребец. О, смех, блядь. Журналисты отыскали в файлах минимум 2 упоминания о том, что Сергей посещал остров. В 16-м, так. Русский жеребец. Ну, короче, понятно, блядь, нахуй. Я как понял, блядь, нахуй, все в правительстве, я не знаю, блядь, все бледунами становятся, что ли, я не могу понять, блядь. Почему такие шайтаны становятся? Потому что имана нету, блядь. Откуда иман может быть у яхудов, блядь? Все яхуды, блядь, такие, получаются, видите, блядь? Так сказать, нахуй, псевдоверующие обезьяны. Комментарии. Владимир Ильич Ленин с Крупской тоже на острове были. Кто-то написал. Так. Теперь не могу, Лаврова, но это фотошоп уже реально. Бред. Не верят. Узкожопые не верят этому, блядь. Узкожопые пытаются даже Лаврушку, блядь, защитить, блядь. Я фахуй, блядь. Вот так, а играет на такого невинного. Он там был в качестве засланного шпиона и работал на разведку России. Вранье, пишет кто-то, вранье. Фу, блядь. И как же вы достали с этим своим островом вдобавок с ИИ? Видите, людям и теперь и доказать тяжело, блядь, нахуй. Теперь и ты не знаешь, правда или ложь, блядь, потому что ИИ есть тут, блядь. Кино немцы, блядь. Пиздец, нахуй. Клоунада, блядь. Ну вот опять. На эту фотографию. Вот, если кто-то спросит, насколько далеко идущие планы у этих ебанутых представителей политической элиты и таких товарищей, как Джеффри Эпштейн, то вам достаточно посмотреть на эту фотографию. Вот этот вот младенец, кто бы вы могли подумать. Это мэр
Нью-Йорка, которого избрали сейчас, Захран Мандани. Да, Нихуя они готовят себе. мировых лидеров для управления стадом заранее. Много очень фотографий Пиздец. детских, там, где эти лидеры находятся рядом, то есть ими занимаются, их подготовкой с самого детства. Если кто не знает, по центру это бывший президент США Билл Клинтон, один из самых частых посетителей вот этого печально Охуеть. известного острова Эпштейна. А то все радовались, который мусульмане летал в на Нью-Йорке, Алиэкспрессе. мусульмане в Туда Нью-Йорке, блядь. постоянно Блядь. указывали Вот портовые вам нахуй. записи, на это указывали Пакистанский уже массу мусульманин или документов индусский опубликовано. мусульманин. Странно, что этот человек, с позволения сказать, до сих пор на свободе и живет припеваючи, не расплачиваясь за свои деяния. Если кто-то спросит, насколько далеко идущие Охуеть. планы у этих ебанутых Ебанутых представителей. Вот именно, блядь, ебанутые нахуй. Вот понимаете, блядь, после этого вот и думайте, блядь, вы можете быть и мусульманином нахуй, но если вы так сказать, блядь, за щеку взяли, блядь, какой ты нахуй мусульманин, блядь? Шунарға айтам бит инде, блядь, Башкортостан менен Татарстанны, блядь, нахуй, мы пока сами не, так сказать, нахуй, не возьмем, блядь, порядка не будет, нахуй. Мы еще, блядь, это мы сейчас про Эпштейна, блядь. Мы про Хабирова не знаем, блядь. Миниханова не знаем, где они по каким баням шароебились, блядь. Это тоже нам, по идее, нахуй не надо, что они там делали. Поэтому, исходя от этого, если уж подумать, блядь, в этой всей пидорасии что творится, блядь, нахуй. За эти годы, пока правит этот путиносос, блядь. Вы об этом порой иногда думаете? Ну, это как раз вам пример после Эпштейна, понимаете? Что у нас безобразие уже, только его умножьте на 10 раз больше еще. Это вот Эпштейнское, и туда добавьте еще 10 раз нахуй, так сказать, блядь, дерьма, 10 раз больше дерьма, и вот приумножьте и, как говорится, в уме подумайте, блядь, в пидорасии, как это происходило, блядь. Понимаете, блядь? Поэтому вот эта дичь, которая сейчас происходит, и вообще, ну вот эта вся хрень, которая идет, пропаганда, так сказать, вот этого узкого мира, так сказать, и этих движений, американских движений и так далее, эпштейновских, блядь, в России, ну, так сказать, вам скажу, нехиленько, так сказать, по сравнению, блядь, с Америкой, блядь. То же самое, блядь, один черт, я думаю. Один черт. Один черт. Я закину. Какие-то моменты закидываю этот себе в телегу, блядь. Ну вот, поэтому как бы вообще кино, короче, читать это все. Так, где мы еще? Что мы еще можем посмотреть? Ну вот опять, блядь. Часть 1. Он тайно проник на остров Эпштейна, блядь. Храму злого миллиардера. Это я бегу к сатанинскому храму злого миллиардера Джеффри Эпштейна на его частном острове, кишащим охраной. О, боже, нас обнаружили. Стреляйте, если осмелитесь. Что скрываешь, Эпштейн? Добрался до Вягинских островов. Первая часть плана – взять гидроциклы, притворяясь туристами-блогерами, спрашивая об островах для посещения, пока исследуем океан и ищем подходящее место для высадки. Нам идти через маленький и большой Джеймс? Или это запретные зоны? Не ходите. Они нас застрелят. Что будет? Это чей-то остров. Частная собственность? Да. Правительственная? Частная. Что бы произошло? Не то, что мы это сделали. Не знаю, но ты не хочешь это выяснить. Легко.
Ладно. Ты много смотришь Netflix, да? Нет. Молодец. Ладно, хорошо, капитан Айзек, мы уходим. Поехали прямо туда, потом направо. Я на гидроцикле. У нас 5 часов. Надо успеть, пока нас не заметили власти. И наши ребята с гидроциклами, они ко мне подозрительны. Мы на острове Эпштейна. Что может пойти не так? И после 15 минут езды на гидроцикле, как Том Круз, я добрался до острова Эпштейна. Маленький Джеймс, мы сделали это. Видите храм? Я не знаю, кто там, какие меры безопасности они принимают. Вероятно, правительство наблюдает и, может быть, личная охрана на острове. И когда я приблизился к острову, да, стало ясно, что я не один. Мы на острове. Посмотрите на знак. Частная собственность. Вход воспрещен. И вот остров Эпштейна. Маленький Джеймс. На острове сейчас есть лодка. Вопрос, кто это и почему? Там кто-то на острове. Хорошо, у нас больше людей. Смотрите, это целая операция. Посмотрите, Вольфгар. Люди работают здесь. У нас есть собака. Кто это? Хорошо. Еще один человек. Большая женщина и ее собака. Охрана или обслуживание? Наняты кем? Новым владельцем? Правительством? Не знаю. Оказывается, остров Эпштейна на продаже. Наследством Эпштейна за более чем 125 миллионов долларов. Почему на острове столько охраны, если он мертв? Что владельцы острова Эпштейна скрывают? Они идут ко мне? Это шоколада. У нас есть гигантская женщина, и теперь они уходят. Нам придется находиться в другом месте, и нам нужно сделать это быстро. Надо быстро зайти и выйти, иначе нас убьют. Паша запустит дрон, чтобы увидеть, сколько людей на острове. Я видел 4 человек. Запускай дрон. Иди, мое дитя. Найди правду. Осмотри территорию. Сначала кажется, что это обычный остров, который мог бы оставить миллиардер, но как только дрон подлетает ближе, вы начинаете замечать эти тележки, движущиеся по острову. Ну кто они? И что они защищают? А затем, когда дрон начал приближаться к храму, этому странному белому зданию на самой высокой точке острова, где люди считают, что используют для злых сатанинских ритуалов, наш дрон начал испытывать необъяснимые помехи сигнала. РФ сигнал пропал. Мы потеряли его? Значит, дрон потерян? Они мешают? Контроля нет. Важно отметить, что на последнем известном кадре храма он был окрашен в синий золотой узор, и рядом был гигантский солнечный циферблат. Это теперь значит, что циферблат недавно убрали, и храм полностью перекрасили в белый. Но вопрос... Это я бегу к сатанинскому храму злого миллиардера. Джеффри Эпштейна на его... Ну, вы поняли. Блогер Тайлер Оливер посетил бывший частный остров миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна и задокументировал то, что он увидел во время прогулки по водам острова Литл Сент-Джеймс. Нико Грик отправился в Виргинские острова США с целью попасть на старый остров Эпштейна, известный как Литл Сент-Джеймс. Сейчас остров принадлежит миллиардеру Стивену Деккофу, который планирует превратить Литл Сент-Джеймс в курорт только для взрослых. Сообщает, что он приобрел этот Карибский остров примерно за половину запрашиваемой цены, около 60 миллионов долларов. После публикации своего первого видео на YouTube, документирующего его путешествие на остров Эпштейн, ютубер теперь опубликовал в своем TikTok видео, в котором рассказал, что, по ее мнению, за ним следят несколько черных пикапов Эскалада, которые регулярно дежурят возле его дома в течение дня. Ну вот и думайте после этого, блядь, сейчас перекупили, через какое-то время уже этот остров как бы может будет пользоваться чем-то или не будет, но они откроют другой остров, блядь, и появится опять какой-то Хуйштейн, блядь, нахрен, который будет также делать, превращать это все дело. Почему? Потому что это яхуды, они, блядь, нахуй, этой хуйней, вот, как говорится, они же не боятся Аллаха, они же не боятся ничего, как говорится, на этой земле и не думают, что они, что есть ад, есть рай, им похрен. Поэтому они будут делать еще дальше какие-то движухи, блядь. И это может этот остров не только там может появиться, блядь, он может где-нибудь там, и в России может появиться, блядь. А что именно остров, блядь? Где-нибудь там в тайге, блядь, в России, блядь, сделают, блядь. Откуда ты знаешь, что это там, блядь? Ниоткуда ты все равно не узнаешь, блядь. Поэтому на земле много где можно это сделать, блядь. Хоть где можно это сделать, блядь, нахуй. Хоть в пустыне, блядь, Сахара где-нибудь, или там в пустыне, блядь, нахуй, где-нибудь в Америке, блядь, в пустыне, блядь, нахуй. Везде можно это все сделать, блядь, не именно на острове, блядь, нахуй. Просто здесь, наверное, сделано принципиально на острове, чтобы, наверное, чтобы не были слышны крики там, блядь, шум, блядь. Ну, короче говоря, никто не мог приплыть, увидеть, блядь. Вот как-то так, я думаю, блядь. Поэтому остров. Харамные дела, так сказать, решили спрятать. Кто-то пишет, игра в кальмара, жутко, с жиру бесятся богачи.
Это остров сейчас Трампа, ведь все, что ему необходимо, он берет себе. Ну да, блядь, нахуй. Он же все острова хочет под себя, блядь. И это тоже его остров, ну да. О, вот, про маленького, блядь, Хамдани только что говорили, да? Мэр Нью-Йорка Мамдани, которого некоторые считают мусульманином, вновь появился на встрече в Кипе. О, пидоразик нахуй наш, блядь. Вон, в Кипе, блядь, Мамдани. Абатчики, хуебатчики, блядь. А. Прям напоминает мне от друга, блядь. Всегда, блядь, натянет себе на голову вот этот гандон, блядь. На голову натягивает всегда, блядь. Тоже, блядь, любит, блядь, еврейчиком, нахуй, походить, блядь. Пиздец, нахуй, блядь. Ловлю, нахуй, его, пиздец. Мышление порой, блядь. Пиздец. Вот напомнил он мне его, блядь. Так, новоизбранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, который многие считают мусульманином, снова встретился с представителями еврейской общины Сатмар, Бруклин. Во время визита он надел кипу, традиционный головной убор, который обычно используют на знак уважения при посещении религиозного мероприятия. Встреча стала частью среди серии контактов Мамдани с различными общими города после выборов, блядь. Пиздец, это тоже надо закинуть себе, блядь. Пидор, блядь. Вот так что, блядь, сейчас вообще мусульманам даже радоваться нельзя, блядь. Ой, там мусульманин и хуяк сам тоже. Значит, блядь, сейчас нужно будет теперь ухо востро держать от Шара, блядь. От Шара тоже может быть евреем, блядь, нахуй. В десна целовался, блядь. Поэтому, блядь, так сказать, власть взял, блядь. Понимаете? Так что уже все, ему тоже уже гарантии нету, блядь. Уже ему тоже, блядь. Шубка называется у нас. Появилась шубка, блядь. На него тоже, блядь, уже, так сказать, блядь. На него тоже уже, блядь, хуй не стоит, так сказать, блядь, больно сильно уже. После вот этого увиденного, блядь. Ой, блядь, кино, блядь. Так, идем дальше. Я же говорю, Инстаграм вообще крутой, блядь, нахуй. Вообще тема, блядь. Все прет, блядь. Так, ну чё, блядь, этот Руслан Белый, блядь, по съебкам дал вроде бы, да, и он сегодня тоже что-то пиздел про этого Сабурова тоже. Что-то да, нет, там. Ну, тоже, наверное, дернул куда-то, блядь, этот стендаповец, блядь. И вот сейчас во Франции будет подавать, нахуй, свой. Надо же как-то бабки делать, блядь. Хуй, блядь, нахуй. Артист, он артист, да, любой жерде күтін сатырға әзір, блядь. Во, опять нахуй, блядь. Откровенно отфотошопленные и созданные искусственным интеллектом, и при этом распространяющиеся по всему миру в эпоху дезинформации. Есть старая поговорка о том, как быстро ложь распространяется по сравнению с правдой. Он Думаю, отмазывается самое важное просто знать, где той правда, фотки. делиться ею с людьми и одновременно работать над тем, чтобы в нашем городе, штате и стране появилась полноценная система регулирования в сфере ИИ. Потому что, откровенно говоря, сегодня эта система совершенно не соответствует скорости и масштабу технологий, с которыми мы сталкиваемся. Получается, смотрите, тут интересная тема, блядь. Вот сейчас же все ИИ, блядь, создал же этот, блядь, хуй кто-то, ИИ, да, блядь, GPT, MPT, китайцы создали, этот, блядь, хуй, блядь, интернет мой, Starlink, блядь, ебучий, Илон Маск, блядь, создал, блядь. Здесь, кстати, у нас интернет Starlink стоит, блядь, ебучий. И вот, получается, они все это создали, ИИ кто-то создал, блядь, и теперь ИИ не подчиняется им, понимаете, блядь, он работает же как бы в открытую, блядь, получается, у них же уже выставлены приоритеты, что там писать, что не писать, да, ведь, но даже под это уже не катят, и получается, там они могут шлепать, там это фото, и теперь пытается Мамдани отмазаться, но до этого вы увидели ребенка, этого пидорка маленького, потом увидели в Кипе, уже это третий видос, который прилетает, просто вылетает мне, блядь, и он уже отмазывается, то, что это ИИ, блядь. Пиздец.
Прочитаем, слушать больше не будем. Мэр Нью-Йорка Мамдани назвал фейковым нейросетевые фото с Эпштейном. Невероятно тяжело видеть изображения, о которых ты точно знаешь, что они фальшивые. Пиздит и дышит. В сети распространилось сгенерированное искусственный интеллектное изображение, якобы пиздит, блядь. Ты бы никогда не стал мэром, будучи мусульманином. Само собой. Само собой. Он может как бы мусульманин был когда-то, блядь, но потом его превратили. А говорят же, блядь, крестнули, блядь, узбека там, того крестанули, Иван Грозный тоже крестил татар, мусульман. Так что, блядь, нахуй, блядь, нахуй, кутыня швабра, таксалар, блядь, не то, что там крестанешься, там ты вообще, блядь, скажешь, блядь, я атеист, блядь, астафируллах. Понимаете, поэтому, как говорится, ну, люди, так сказать, подсели, да, подсели, ничего не поделаешь. Поэтому, когда вы там все класс, говорите, блядь, вот, допустим, даже Эрдогана, да, ведь, блядь, думаете, Эрдоган нормальный? Если все арабские, блядь, эмиры, блядь, вот эти все хуеплеты, нахуй, давно уже, блядь, пляшут, нахуй, под евреев, блядь. Эрдоган, думаете, что, не под евреями, что ли? Помните, в прошлых годах я где-то в ноябре, октябре я вам говорил, блядь, записывал такую хуйню. Эрдоган сказал, что зайдет, блядь, в Израиль, блядь. Где он зашел? Год уже, блядь, прошел, я где только не побывал, нахуй. Я даже зашел в разные страны, я зашел в разные страны, побывал, как бомжара, блядь. А он рядом в Израиль не зашел. А чё ж не зашел, блядь? А чё ж не заходит, блядь? Ваш любимчик туранец, блядь, нахуй. Хуянец, блядь, нахуй. А? Вы чего он не заходит, блядь, в Израиль, блядь? Гапардин кыл, нахуй. Кутинга жауап бер, гапардин кыл, блядь. Поэтому я ненавижу таких балаболов, пиздоболов, которые, блядь, говорят и не делают, блядь. Поэтому наши действия, наше вот это продвижение сказали, сделали. Вот я только к этому и иду, блядь. Сказал, сделал, нахуй, блядь, нахуй. И чтобы не было, чтобы потом за мной говорили, вот ты пиздел и не сделал, блядь. Поэтому я и говорю, блядь, давайте, блядь, нахуй, бабло, давайте оружие, людей я найду, которые возьмут в руки оружие, блядь. Вот, обеспечение. Вот это всем касается, всем богатым, всяким пидорасам, которые, блядь, нахуй сейчас в жопу засунули свои пизженные с России деньги, вот им, вам всем касается, блядь. Хотите в Башкортостане, в Татарстане свободно жить без Москвы, блядь, скидывайтесь, нахуй. Потому что вы по-хорошему не можете понимать, нахуй. Вам и так предлагаю, Давайте сделаем бизнес, говорю. Давайте так, блядь, давайте инвестируйте, это. Нихуя не понимаете. Ну тогда давайте, если вы нормально хотите жить, да, вы можете сказать, нахуй мы так и так нормально живем, нахуй, блядь, воевать с Москвой. Вы так можете сказать, ну, как мы как раз-таки, блядь, и отсеиваем таких, которые, блядь, вот так и скажут, мы таких и знаем, блядь, нахуй, манкурты, блядь, нахуй. Нам нахуй такие не нужны, нам именно из той отсеянной категории людей нужны те, которые с нами будут топить. Вот такие люди нам нужны, блядь, а не те, которые, блядь, где-то там вот на острове Эпштейна, нахуй, кайфовали, блядь, сейчас на другом острове кайфуют, нахуй, в Таиланде, допустим, или где-нибудь, нахуй, с геями таиландскими, блядь, пизду будет. Так и будете гулять, блядь. Вы так и будете гулять по странам, блядь, нахуй. Вам не нужно Башкортостан, Татарстан. Поэтому нам нужны, так сказать, истинные патриоты, которые могут отстегнуть бабло, блядь, для нашего начала, блядь. И еще раз, как один раз говорил про, ну, как сказать, бойцов, которые пойдут с нами, их нужно будет тоже обеспечивать деньгами. Я когда-то говорил, там по 100 тысяч долларов, по 100 тысяч евро мы можем им, как говорится, обещать, да, ведь, что, как говорится, если кто с нами пойдет, чтобы не бесплатно было, потому что нам же как бы нужно переиграть положение, там, допустим, Путин нас создает им 200 тысяч и потом посмертно 5 лямов, но мы можем сразу дать стольник нахрен. Вот такой нам нужен инвестор, который, блядь, может конкретно им отстегнуть эти деньги. Но они должны будут идти с нами. Само собой, бабки там упадут им, допустим, домой, да, допустим, да. И потом, кто в наше дело вложится, допустим, сейчас, да, по уничтожению Москвы, вы эти деньги, вот наше конкретное слово, все это будет расписано правильным образом, вы эти деньги получите в конце, так сказать, освобождения Башкортостана, Татарстана от этого московского, блядь, гнета, когда мы освободимся, вы получите эти все бабки в Башкортостане и в Татарстане. Кто откуда, куда, как сказать, отстегивал бабло, вы от той республики и получите.
мы вернем вам эти все финансы, которые будут потрачены на эту сраную, нахуй, трехдневную, так сказать, операцию, блядь. Мы хуйней страдать не будем, там, вечно воевать не собираемся, блядь, нахуй. Шлепнем 3 дня, нахуй, вернемся, блядь. Не будем 4 года растягивать эту войну, блядь, нахуй. Разъебать Москву нам, блядь, нахуй, 3 дня хватит, блядь. Нам не нужно разъебывать всю Россию, блядь, как они разъебывают сейчас пол Украины, блядь. Нам не надо разъебывать вообще в Россию, вообще нигде. Нам главная задача дойти, блядь, до Садового кольца, блядь, раздолбать этот путинский режим, больше ничего. Как-то так. Так что вот так вот. Мамдани начал отмазываться. Так что мы ему не верим. В тот день же я вам... Нет, это показывал или нет? Остров Эпштейна и почему на острове не было мусульманок. Вот этот чувак говорит про мусульманок. Ложности системы и большой моральной империи, которую искусственно смастерили и распространили, которая сейчас унижена перед великим исламом. Дело не в том, что произошло, и не в именах людей. Я хочу поговорить о корнях этого скверного... Я вам одну скажу. Этот, не знаю, что за бородач, короче, и он говорит, типа, мусульман там не было. Мы прекрасно понимаем, если там озвучивается Казань и Уфа, если там были татары, это значит этнические мусульмане. Поэтому, как бы, когда говорят «не было мусульман», это, получается, нужно говорить «не было верующих мусульман». Понимаете? Не нужно, блядь, вот эту дичь нести, этот, я не знаю, что за, блядь, бородач, араб, наверное, или кто он там откуда-то вылез, нахуй, и будет пиздеть, блядь, за, так сказать, Россию, блядь, и как бы это не его право, блядь. Поэтому, как говорится, из какой страны кто был, только им и знать, кто откуда был. Если он говорит за, допустим, эти мусульмане, кто его запихивал его и переводил, нахуй, я не могу понять. Если они, блин, эту всю дичь, вот эту, так сказать, несут, получается, они отвечают за тот контингент, откуда он вылез, вот этот чувак, откуда он, и пусть он отвечает за свою жопу, так сказать, блядь, оттуда, откуда он вылез, блядь. И поэтому, когда у нас звучит в ушах, блядь, что из Уфы кто-то был, и из Казани какая-то сучка-гинеколог была, блядь, нахуй, Асия, блядь, и так далее, которую мы увидели, прослушали. Илья вам это не читал еще, блядь. Короче говоря, вроде бы на том эфире читал или что. Ну вот, короче, или я в себе в телегу закидывал, не читал. Там, короче, была Асия, которая гинеколог, короче, или куда-то я закидывал. И вот, она и была уже, да, ведь если даже у нее фамилия какая-то русская, получается, она может быть Шуканган, но в то же время или муж был русским. Поэтому фамилия у нее от мужа, а имя, все, отчество, блядь, татарское. Поэтому этническая татарка, этнический мусульманин, да. Но если, конечно, если уж мы будем говорить, что девушка мусульманка в хиджабе, само собой, я думаю, надеюсь, не должна быть там, блядь. А вот эти могут быть. А эти манкурты могут быть, проблем нету вот здесь. Окша бүтін кішіге керек, и они, как говорится, мать родную готовы продать, блядь. Поэтому, как бы, нельзя путать это. Вы же слышали, наверное, вот про, когда этот черт, блядь, бородач тоже украинский, ловил кого-то там, звонил, блин, поймал казахов, звонил жене казаха. Говорит, а чё вы пошли? Жена казаха отвечает, ну все же идут, мы тоже пошли, все же деньги делают, и мы пошли. Ну типа с Казахстана бабки рубить пошли на войну, блядь. То же самое, блядь. Поэтому, как говорится, семей не без урода, блядь. У всех есть манкурты, у всех есть свой навс, свой личный навс, который нужно контролировать, блядь, нахуй. Я Мишнарай там битенде. Башкортостан и Татарстанда нужно такой контингент, как говорится, собрать в эшелоны этого правительства будущего, иншаллах, которые уже укротили свой навс, блядь. У них навс будет, нахуй, укращен вот на 10-сантиметровый поводочек, блядь. Не больше, блядь.
Он не должен вот так растягиваться, этот поводочек, не резиновый должен быть. И вот этим поводком он должен управлять, так сказать, правительством. Курултаем имеется в виду, блядь. А не хуйней мается, блядь, так сказать. Понимаете, мына бізге шунды давлятны құрауға керек, блядь. Жесткий давлят құрылырға тиіс. Примерно как система Японии должна у нас быть, блядь. Система Японии без нахуй коррупционных действий и так далее. Поэтому нам кровь из нос сблизиться нужно с Японией, блядь. Поизучать ихнюю систему. Но не копировать ничего. Просто поизучать, посмотреть. Тиңләштерергә. Мусульманнан тиңләнәме ул? Башкорт белән татарны милләтегә туры киләме? Туры килмәме? Аны тикшерергә кирәк башта. А не быть нахуй быдлым населением, который возьмет, скопирует и ебанет, блядь, это все дело, блядь. И потом, насчет паспортов. Паспорта готовились, блядь, вот эти узбекские, раньше зеленые паспорта, и сейчас новые, я не знаю где, в Германии готовили. Эти паспорта готовят Германия для Узбекистана, блядь. Вот эти зеленые паспорта Каримов заказывал с Германии, блядь. Не дай Аллах, у нас такое будет, нахуй, блядь. Башкортостан, Татарстанда, блядь, эти аппараты, кровь из нос, или с Японии, или я не знаю, нахуй, должны будут сделаны. Или в Китае закажем. Хоть где, нахуй, заказать эти аппараты паспортные, нахуй. Готовить будем паспорта у себя, блядь. Так сказать, блядь, если помните, блядь, фильм в прошлом, блядь, был «Улица разбитых фонарей» или что, блядь, всегда про террористов показывали, блядь, нахуй, такие пидорасические русские фильмы, блядь. Это ксива или как надо, вот эта хуйня, блядь, которая доллары печатает, блядь, какая-то хуйня, блядь, шкатулка такая. Вот типа того у нас тоже, блядь, вот эта хрень, матрица, так сказать, блядь, должна быть у нас, блядь, матрица или как это называется. Вот эта матрица должна выпуститься, блядь, под нашим, блядь, контролем Башкортостана и засекречена. Она не должна выпускаться в Германии, этот, блядь, сука, блядь, вот этот матрица. Понимаете, матрица башкортостанский паспорт в Башкортостане ищенда колорга тыш и засунуть его в землю, в сейф спрятать, блядь, чтобы никто не нашел. Татарстанда буларга тыш, блядь. Все документальные матрицы, которые создают документы, паспорт, там, водительское удостоверение, блядь, детский, блядь, медкнижку, вот это, блядь, свидетельство о рождении, блядь, вся эта матрица должна сохраниться в Башкортостане, выпущена, и там же она должна, блядь, быть. Как-то так. А не так, что, блядь, заказали там, заказали тут, нахуй надо. Нам нужен всего лишь станок. Станок заказали, а матрица у нас. Вот как-то так. И все печатается у нас, блядь. Bizda og'och da bor, qog'oz da bor, tig'ilib yotadi, butun bir bor. Не надо, нахуй, нам немецкая бумага, блядь, сука. Это же, блядь, нахуй. Мы в древности живем, что ли, блядь? Когда, помню, мой отец заказывал фотобумагу из Германии. Немецкую фотобумагу заказывал, цветную, блядь. Потому что качество было, нахуй, блядь, охуенное. А сейчас уже мы в 21 веке живем. Я думаю, качество бумаги мы уже создадим, наверное, блядь. Как-то так. Ну да, да, вот уже пошло-поехало, вот опять, блядь, читаем уже на английском тут или что, блядь. Is Zohran Mamdani secretly Jewish and not Muslim? The internet is digging into Zohran Mamdani's family tree, uncovering a Jewish connection that's blowing up the internet. Recently met and we found out that he's Jewish. He was Jewish, his grandmother was Jewish. So, Mr. Mayor, we might find out very soon. Don't hang out with me. So, welcome to our community. While Mamdani is known as a proud Shia Muslim and a vocal critic of Israel, conspiracy theorists are pointing to his mother's first husband as the smoking gun of a hidden identity. It's a fact that Mamdani's mother, the world-famous director Mira Nair, was once married to a Jewish-American man named Mitch Epstein from 1981 until 1989. For nearly a decade, Mamdani's mother was legally an Epstein. Now, online rumors are working overtime. Some claim that despite Mamdani's fierce anti-Zionist stance, he is actually the heir to a Yiddish socialist tradition, suggesting his radical politics are a direct result of this early family influence. Others are going even further, baselessly questioning if his hardline stance against Israel is actually a smokescreen to distance himself from his own family's ties to the elite Jewish community in New York. Is Mamdani's cultural fusion deeper than he's letting on? Comment Joe to follow updates on this story and be added to our uncensored news recap. Is Zohran Mamdani secretly Jewish and not... Вот и все. Тут на английском, но переведем. Теоретики заговора погружаются в семейные деревья мэра Зорана
Дани после того, как обнаружил, что первым мужем его матери был Митч Эпштейн. Нихуя себе, блядь. От претензий идиш-социалиста до вопросов о его антиизраильской позиции интернет ищет связь, которой нет свидетельств о рождении. Это глубокое погружение в правду или просто больше шума онлайн? Вот пизда нахуй. Видите как? Охуеть, блядь. Только первый коммент. Подожди, что происходит в ржу, блядь? Так, перевод. Ну вот и мы с ерундой ржу. Люди еще не верят, блядь. Кому какое дело? Он продолжает разрушение Нью-Йорка, блядь. Значит, мы освещаем это, а не файлы Эпштейна, которые были выпущены логично. Эпштейн его отец? Вопрос задает, блядь. Это фото якобы было сделано в 2009 году, мам Дани, 91 года рождения. Так что ему было бы 17-18 на этом фото. Это не настоящий или не он. Я просто говорю дерьмо, а для этого и нужен интернет, блядь. Ну, короче говоря, блядь, фото хотят опровергнуть. Ну, хуй с ним, блядь, Эпштейн ни при чем даже. Давайте уберем это фото, то, что мелкий, это не он, блядь. Хуй с ним, приплюсовали фото, ладно. Ну, вот это мы видели же, блядь, в кипе, нахуй, блядь, с евреями, что он шароебится, нахуй. Вы где видели, блядь, евреев, которые бы пришли бы, допустим, с уважением, пришли бы к мусульманину домой с дупышкой? Тюбетейки, блядь, пришел бы. Уму непостижимо, такой не будет, нахуй. Он придет своей, блядь, вот этой ебучей кипи, нахуй. Вот и все, блядь. Поэтому, как бы, здесь уже ясно дело, что, блядь, он, блядь, сосет, так сказать, у нью-йоркских яхудов, блядь, нахуй. И вот и все, блядь. Вставленник. Это, ну, это же, блядь, это же дураку ясно, блядь, нахуй. Как вот Мирзияев, блядь, узбекский, черт, блядь. Его поставил Медведев, я же вам говорю, блядь. Медведев тоже, блядь, нахуй, еврей, блядь. Все, его вы поставили, нахуй. Назначили его, блядь. Ты рули там узбеками, еби их по полной программе, чтобы в Москве, нахуй, ничего не было претензий. Еби, бабки руби, нам ничего не делай, нахуй, сидишь на жопе ровно, нахуй, сука. Отсидел, сдох, другого поставят, блядь. Поэтому и узбекам еще раз говорю, блядь, вот пока я жив, мне 40 лет, блядь, неизвестно, когда Аллах Та'аля меня заберет, я вам еще раз говорю, блядь, пока узбек не сядет на трон, блядь, Узбекистана, вы будете кашок, блядь. Вы будете, нахуй, в нищете, блядь, мескинами, нахуй, и ходить вот этим гадок келшап по всему миру, собирать, нахуй, рубли, блядь, деревянные, блядь. Не вернетесь, пока вы домой, не разъебете Ташкент, блядь, хеч качан адам болмайсыздар, нахуй. Вот хеч качан, нахуй, блядь. Почему, блядь, нету узбекской диаспоры, которая бы поддержала бы любого узбека, блядь? Почему? Потому что система воспитала вас так, блядь. Почему у татар, у башкиртов нет такого? Нет. Система воспитывает их такими, блядь, бестолочевыми, блядь, бестолочь, блядь. Кэше бестолочь было у себя, блядь, и шла яши гомер будет, блядь, нахуй. Эгоистическое состояние, блядь. Понимаете? Поэтому, и почему евреи держатся в максимальном месте, блядь, нахуй? Потому что у них цель, блядь, цель быть евреем, блядь. А наша цель быть эгоистом, нахуй, блядь. Мы эгоисты, блядь, которые, блядь, нахуй, уничтожаем сами себя, блядь, нахуй. Чмырим сами себя, блядь, унижаем, опускаем, блядь, нахуй. Лишь бы не поднялся, я должен подняться, ты не должен. Ты же узбек, ты не должен. Ну, я тоже узбек, ну, ты не должен подняться, нахуй. Ни в коем случае не подымись, нахуй, блядь. Я выше должен тебя быть, блядь. Вот такой моралью вы живете, пидоры, блядь. Пидоры, блядь. Одним словом, блядь. Ой, блядь, тошнилово, когда я вижу вот это, нахуй. Мне просто тошнит от всего этого, блядь. Люди собрались у башни Трампа после публикации досье Эпштейна, блядь, нахуй. Ну вот. Факты показывают. Факт показывает. Трамп Тауэр, блядь, вот этот. Тауровский мост, блядь, как Земфира поет, блядь. Вот, после появления новых материалов у башни Трампа собрались толпа людей.
Поводом стали публикации, которые вновь вызвали обсуждение давних или до конца не проясненных событий. Общество ожидает разъяснения и прозрачности, так как появившаяся информация усилила вопросы, оставшиеся без ответа на протяжении многих лет. На данный момент окончательных выводов нет, однако любое заявление, если они подтвердятся официально, требуют внимательной и обсуждения рассмотрения в рамках закона. Самое интересное, вот эта сторона мне нравится Америки, что они все-таки какое-то, хоть и ёбнутое нахуй, блядь, правительство, другое какая-то часть людей выносят на обозрение, блядь, правду, блядь. А бізде Россияда шундай бармы? Жоқ. Өзбекстанда шулай іштап қара, сығып ташлайлар, блядь. Қазақстанда шулай, блядь. Аузыңны ғана аш, блядь, сразу ябалар, блядь. Сразу ябалар. Мана шул Америкада шул әйбір бар. И даже сегодня сегодня я читал или нет, в новостях увидел, 70, где-то 50-70 человек собралось, блин, возле Эйфелевой башни где-то там в Париже насчет этого закрытия там или там, наоборот, что-то прижимания какого-то LinkedIn или там чего-то там, какой-то Илона Маска, блядь, вот эту движуху, блядь, LinkedIn или как это называлось, блядь. Хуйня какая-то, кажется, блядь. Не помню. Ну, короче говоря, Майкл, блядь, ебучего этого, черта, блядь, канал, блядь, Facebook, подобие Фейсбука, что-то, LinkedIn или что, я забыл, блядь. Ну, вот это, блядь. Вот тоже вышли. Французы не хотят, чтобы над ними правили. Даже обычный французский народ не хочет, чтобы над ними кто-то правил, блядь. Они ненавидят этого ебучего Макрона, блядь. Они ненавидят этого Макрона, блядь. И они не хотят, чтобы ихние, блядь, переписки читали туда-сюда, вот эта дичь, блядь. И они выходят. Еще Европа тоже пока куку живет пока в таком депрессняке странном. Но они тоже рано или поздно выйдут на улицу. И еще хуже будет, чем в Америке, блядь, нахуй. Когда они проснутся, блядь. Они тоже спят пока еще. В таком в облачном, мнимом таком состоянии они пока. Куку, блядь, их морозят, пока они не понимают сути. Но они тоже встанут рано или поздно. И они станут за правду. Они встанут за правду, блядь. Они встают маленькими партиями, блядь. Вон, в Германии палестинцы встали против палестинцев. Всех начали ебашить немцы. Видите, как правительство сразу начинает ебашить, уничтожать их, блядь. На месте, блядь. Вот немцы, блядь, ничем не отличаются от Москвы, блядь. Такие же, блядь, нахуй. Начинают пиздить, блядь. Во Франции тоже пиздят. Но не такой семьи, как в Германии. Так, идем дальше. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Если это правда, если не попугаев читает. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. Если это правда, машаллах, попугайчики. Сеть восхитила видео с попугаями, читающим Аль-Фатиху. Ну, если это правда, не блин, ну, машаллах. Ну, вот это вот такие вот, как говорится, попугаи даже, умные, понимаете? Кто-то научил их. Ну, опять вот. Зачем преступник Эпштейн заполучил святыню из Мекки? Что было в посылке? 3 фрагмента святыни, ритуала, оккультизм, символика. Люди... Минюст США опубликовал крупнейший в истории массив документов по делу Эпштейна. Среди файлов вскрылась шокирующая правда о связях скандального финансиста со священными мусульманскими артефактами. Вот это самое интересное. Я считаю, что когда-то был один Акбар Ака, я его всегда вспоминаю. Акбар Ака, таджик он, с Таджикистана. Он муджахедом был. Тут мы с ним где-то встречались в Германии, короче. И вот он говорил тогда еще, в каких-то годах,
2017 годах говорил, что, может, я еще и до этого слушал, но с него я слушал, что ли, что в Израиле, когда делают операцию какую-то на рак, да, против рака, они читают какую-то суру, вот я не помню какую, суру читают из Корана, и потом делают эту операцию. Поэтому операция у них получается успешной. И поэтому все перлись в Израиль делать операцию на рак. И у них все получалось. И поэтому вот такой и был сказан ответ. Когда они делают эту операцию, они читают, оказывается, какую-то суру, аят какой-то из Корана, и после этого, до этого читают, или после этого, я не знаю, но суть, они читают и делают эту операцию. Поэтому у них получалось, что они побеждали, получается, эту болезнь. И у них успешно все получалось. Вот как-то так. И тут то же самое можно как бы интерпретировать такую же тему, что эти ублюдки, так сказать, мы же как бы знаем, что они, блядь, неверующие, у них свое вот этот тупизм свой. И я думаю, что их вот этот культ движухи, вот этой, как бы, да, как Путин сказал, культ движухи, он таков, что культ движухи, он таков, кешелер, знаешь, такие, куб тартканлар, короче, олар вообще ошиб юрилер мында. Обдолбились, так сказать, блядь. Они не могут стоять на ногах. Пипец, блин. Короче говоря, имеется в виду, что-то употребили мощное, их колбасит. Вот. И вот получается, и вот этот культ этого Эпштейна, допустим, да, из этого круга, блин, они, наверное, каким-то садомазо движухи делали с черным, так сказать, с черной магией, добавляли вот эту всю тему, и таким образом, и, наверное, работали с шайтаном вместе. Как бы движуху делали шайтанскую, я так думаю. И поэтому у них вот эта фигня получалась, я так думаю. Артефакт с молитвами миллионов Эпштейну. Артефакт с молитвами миллионов Эпштейну доставили фрагмент покрывала Кааба Кисвы. Даритель подчеркивали, в Кисве прикасались миллионы паломников. Ткань впитала их молитвы, слезы, надежды. Ну, я это уже один день читал вам. Вот как раз-таки, вот, понимаете, вот у них получается, вот у них движуха в том была, наверное, заключалась в том, что жертвоприношения или какие-то культовые движухи, какие-то страшные движухи, которые даже уже пока мыслить даже неохота, они проводили через вот эту херню. Ну, шайтанский садомазохизм вот этот. Понимаете, как обычно у нас делают же, навязывают на куклу какую-то нитку, крутят, потом иголку запихивают. Ну, вот сама эта хрень, блядь, шайтанские движухи, как это называлось, блядь? Тупизм этот, блядь, забыл это слово. Ну, вот это. Поэтому я считаю, что ихние вот эти грязные дела, так сказать, разными движухами они были, так сказать, испытаны. Не то, что там, блин, там детей жрали, не жрали, там, еще там убивали, не убивали, насиловали, еще что-то творили, еще какие-то вот это все. И вот это все в одном флаконе они, грубо говоря, так сказать, испытания делали. Вот как Китай испытывает уйгуров, там, захваченных, там живущих местных населений всех, вот они то же самое проводят, так сказать, проводили какие-то опыты. Я так считаю, потому что нафига им это все надо было. Вот пишется здесь, вот сейчас прочитаем. Паразитизм. В эзотерических теориях существует предоставление о так называемых эгрегорах коллективной энергии верующих. Согласно этим взглядам, обладание — это попытка перехватить энергию миллионов людей, паразитирование на чужой частоте для подпитки собственного влияния. Ну вот, примерно я вам это и как раз таки и пытаюсь объяснить. Видите, вот тут тоже написано даже, я его даже не читал, вот при вас прочитал. Вот примерно так, но только в более изощренном виде, блин, с движением шайтана.
Потому что там, получается, кровь молодых детей, может быть, употреблялась, плюс вот это все добавилось, какие-то, блин, лапания людей, короче, трогание этого всего, тряпки там из Мекки, да, и это все микс, потом это, и все это вот, короче, так, как в фильмах показывают, там мясо, кровь, там еще какая-то волос, кусок волоса, там кусок спермы, там еще что-то там, и все это шайтанская движуха, короче. И вот этот садомазохизм они исполняли там. Понимаете? Вот поэтому им нужен был остров. Оргии, там вот эти крики, шумы, чтобы не было нигде слышно, им нужен был вот эта дичь вот эта. И это проводилось не раз, наверное, а это проводилось прям на опыте. Там один раз попробовали, не получилось, второй раз, третий раз. И таким образом, вот сколько они существовали с тех пор. С 2011 года мы услышали, или, там, с 2009 года, да, услышали, как его за жопу взяли. Значит, получается, до 2009-го он уже это творил, блядь. Если людей поймали там по молодости, если там даже Иванушки Интернешнл был там, блядь, в 95-х годах, блядь, Иванушки был там на этом острове, блядь. Получается, значит, 30-40 лет эта движуха идет. Если эти пидоры молодые еще там, блядь. В 80-х там, грубо говоря, с каких годов эта дичь идет там. Лет 40-50 там эта движуха шла уже. Поэтому за 50 лет там они все испытали, блядь, нахуй. Но только Аллах она велик, Аллаха шкюр, Аллах Акбар, что он только все это видит, знает, и, как говорится, он им все равно, так сказать, до такой степени, так сказать, до экстаза доводящих своих вот этих в голове у них, блядь, мысли, он не давал им совершить. Они все равно что-то сверхъестественное они там не смогли все равно сделать, я так считаю. Сделали они плохое, само собой, дичь какую-то, но сверхъестественно там, так сказать, блядь, нахуй, мутанта они не вывели там, так сказать, блядь, они мутанта не смогли вывести. Вот как-то так, поэтому кулларынан бары кутагыш келмеген инде. Вот кыскаша. Шулай деп ойлаймын мен. Потому что это, ну, дальше вот, талмудический след, духовный плен. Символическое доминирование одного культа над другим через захват его символа. Способ духовного обезоруживания, ритуальное пленение. Использование кисвы в талмудических или каббалистических ритуалах для подавления влияния ислама. Ну вот видите, вот какие-то вот какие-то естественные вещи они думали сделают. Ну вот Талмуд, это, я уже считаю, это как этот шайтанское движение, я так предполагаю. И вот они как бы исполняли движуху там, что прикажет шайтан, и они подчинялись под шайтана, приводили, блядь, под сказать, блядь, под своих жрецов, так сказать, шайтанов, блядь, какую-то свою дичь, вот эту тупую, блядь. Я вот примерно так. Магический щит артефакта часто воспринимается как защита, часто используется как магический камуфляж, попытка закрыться святыни от взора небес или их предоставления от кармических последствий. Использование молитв миллионов как щита для своих чудовищных грехов. Ну, это уже как бы придумки какие-то, мысли это уже. А так вот вглубже, если копнуть, я считаю, что вот именно движуха с шайтанами у них было. Шайтанское движение. Они, так сказать, душу дьяволу, так сказать, продавали. Примерно так. И в этот момент они использовали разные движухи, вот эти приспособления. Символ абсолютной власти – маркер превосходства. Владелец считает себя выше морали и законов. Владение – маркер элитарности. Для нас нет ничего святого, что нельзя было бы купить. Ну вот видите, алхимия зла, переработка энергии. Оккультисты верят, накопленную светлую энергию можно перенаправить. Святая ткань становится фундаментом для темных ритуалов. Цель – превратить энергию молитв и миллион людей в топливо для своих личных целей. Ну вот, ну как бы их мыслях, понимаете, вот просто здесь один только вот за все вот этот весь сказанные слова можно один только ответ интерпретировать конкретно, что против лома нет приема, если так уж грубо скажем. Против Аллаха они не могут какие-то козни строить. Аллах Та'алам өзі айта Құранда: "Мені ортынан, сені ортыңнан да козник, если кто-то будет строить, оны өзіні
барыбір уақыты келіп жете, өзінің дәрежесі бар, что они опиздюлятся по полной программе. Это как бы уже нам сказано, Коран өзінде жазылған. Шонарға уже, как говорится, ты, получается, против идешь книги, получается, наши мусульманские книги, ты уже, как говорится, ты уже, получается, не то, что там грешный это так слабо сказано, ты уже, так сказать, выше выбываешь из той, так сказать, приоритетной себе, так сказать, что-то позволить себе, так сказать, какой-то плюс этот возле Аллаха, ты уже все, ты уже, ну, как бы, проиграл свое вот в этом движении уже. И поэтому у его вот это Эйнштейн движение пошло вот таким образом, блин. Его грохнули, он пошел в Джаханнамге, кто его грохнул и кто с ним был, тоже, они тоже топка Джаханнама. Рано или поздно. Просто у каждого придет свое время. Поэтому нам только, увидев это bizda aytadilar g'ibrat dunyo deb menga постоянно это g'ibrat dunyo. Вот это вот гибрат и брат, как говорится, да, вот из этого дерьма нужно брать нам и брат, ну, так сказать, вот это по-русски, я не знаю, как это будет, гибрат и брат, брать, короче, толк от этого. И вот этот ебучий, то, что мы увидели, мы не должны это делать. То, что мы увидели, услышали и видим, это дичь, их 30-40-летней вот этой давности, так сказать, вот это движение до сегодняшнего дня, мы должны, так сказать, для себя сделать результатом того, что нехер играть, так сказать, по правилам, не по правилам Аллаха, чтобы мы, не были, так сказать, неверующими и в то же время не выпали из этой среды, и, так сказать, верующими, да, ведь не стали неверующими или там не стали многобожниками или атеистами и так далее. Вот от чего надо бояться нам. Я так считаю. Вот эта дичь, которую мы увидели, услышали, для нас оно должно быть, знаете, как мощнейший урок для дальнейшего поколения. Там, после нас, чтобы все наше поколение, которое будет существовать, они должны понять, что мы встретили в 21 веке вот этот, так сказать, земной джаханнам встретили на земле, и вот этот джаханнам, чтобы этот наземный джаханнам, они максимально не увидели, максимально от него как бы они, так сказать, отошли. Вот какое-то вот такое нам надо послание оставить своим, так сказать, будущим внукам, детям, как говорится, вот как-то так. И вот эта дичь, которая происходила, происходит и так далее, я считаю, что пока были эти яхуды, и эти извращения, они были и 1000 лет назад, и 100 лет назад, они были всегда, просто мы их не знали, не видели, никто там в то время папарацци не было, видеокамер не было, никто ничего не знает. Только записано у Аллаха там, он только знает все это дело, а мы не знаем. Поэтому наша задача, вот сейчас мы увидели в 21 веке, это запечатлеть, зарубить себе в нос, блядь, и Башкортостан, Татарстанда создать правильное общество, правильное государство. И вот эта дичь, которую мы слышим из Татарстана, из Башкортостана, какая-то сука поехала туда, продала это, заработала на джип, и так далее. Мы вот эти дела должны будем жестко контролировать, блядь. Жестко. Вот, допустим, как это? Вот приводил пример с дагестанкой, которая в Таиланд уехала, попала в Мьянму, блядь, поехала в Таиланд, попала в Мьянму. Вот эту дичь, которая происходит, да, допустим, в наше время сейчас. Если приведем этот пример, возьмем так уж как примером, мы должны понимать, если такое движение произойдет в будущем в Башкортостане, в Татарстане, на какой-то земле, с нашим человеком, мы должны кровь из носа этого человека оттуда извлечь, так сказать, в живом виде, притащить, так сказать, раздолбать, грубо говоря, блядь, семью, почему этот человек оказался там, как это все произошло, разобрать всю эту ситуацию и потом выставить, блядь, этого человека, так сказать, нахуй, на какой-то там процесс лечения от этого, чтобы общество, как раз таки вот, и брат Олсон, вот это общество получило от этого, блядь, толк, блядь, и чтобы они, блядь, это общество поняло, что вот так больше, блядь, в Башкортостане, в Татарстане совершать нельзя, блядь. Нехуй пошароебиться по островам Эйнштейна там или там куда-то в Мьянму, блядь, нахуй, попадать в рабство, блядь.
и так далее, и так далее. Вот как-то так, сори. Каждое вот это движение. Еще одну вещь вспомнил. Как было такое дело, что даже казаха вроде поймали. Тоже поехал, блядь, по наебке, по IT-хуйне в Таиланд. Почему я Таиланд, блядь, говорю, оказывается. И сегодня я увидел, блядь, закидывал, наверное, в телегу, что пацан тоже в Таиланд поехал. Тоже его, блядь, в рабство забрали. Что-то с ним произошло, еле живой вернулся, блядь. Пиздили, мучили, говорит, там, блядь, там жестко с ним обращались. Еле сгинул оттуда, короче. И его вытащили в Казахстан. Кто-то помог, попал в Казахстан обратно. Все, вот такая херня, блядь. Поэтому нехуй ездить, блядь, по азиатским диким странам, блядь. Азия еще не изучена. Не зря же в Коране говорится о том, что мы, говорит, пришли к какому-то населению, как раз сура 18, вроде Аль-Каф, вот эта пещера, там же говорится, он, говорит, пришел к какому-то этому, кто-то пришел, не помню его имя, он пришел к какому-то обществу, и они его не понимали. Они понимали, потом они, говорит, попросили, залей нам что-то, сделай так, чтобы преграду поставь от Яджуда-Маджуда, блин. Понимаете? Вот примерно так и получается. Мы еще не изучили сторону Азии, что за бардак в Азии, понимаете? Мы не знаем еще весь Китай внутренний, мы не знаем, что такое Таиланд, Вьетнам, вот эта дичь, понимаете? Какие дикие страны, джунгли мы еще там не знаем. И вы в эти неизученные места пытаетесь ехать, блядь. Особенно часто встречаю, на самом деле, дохуя людей едут туда с Казахстана и с Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистан редко. Вот эти вот 3 страны туда постоянно ездят, блядь. Никуда бармекенанда бар, блядь. Почему вас прет к этим, блядь, ебучим узкоглазым, блядь? Курып кетіп там европейские страны, ну езжайте в Америку, езжайте, блядь, в сторону, блядь, нахуй Бразилии, куда-нибудь туда, блядь, если до такой себя черных хотите увидеть, узкоглазых, ну езжайте в Бразилию, там тоже черные люди, если белых не хотите европейцев видеть, или, в конце концов, в Европу приезжайте, вот я не могу понять, всегда мне, блядь, попадались, блядь, тёлки такие, ебучки, блядь, которые хотят в Дубай переехать, а куда вам Дубай, да? Я вот эти страны вообще, блядь, ниже, блядь, нахуй Европу вообще не располагаю, что они нормальные страны. Для меня они не страны, блядь, а дикий Запад, нахуй, блядь. Точнее, дикий Восток, блядь. Для меня они вот так кажутся, блядь. Пока мы не убедимся, блядь, в этих, так сказать, правильных правителях, блядь, для нас это дикие места, блядь. Как там можно что-то делать, блядь? Как можно что-то делать? Если вы видели, наверное, какие-то шлюхи приезжают в Дубай, блядь, и выпадают с окна, блядь. Приезжает, блядь, с России шлюха и выпадает с окна, блядь. Ну, нормальная страна, нет? Явно ненормальная страна, блядь. Где вы видели в Европе, что какая-то сучка приехала в Европу и выпала с окна, блядь, сдохла, блядь? Я нигде не слышал пока еще такого. Ну, если только какое-то убийство не произошло. А тут, получается, как едут, блядь, узкожопые, нахуй, из России, там, да похуй кто, блядь, из России едут, нахрен, блядь, в Дубай, в Америку, в Эмираты. Куда они едут, нахуй, блядь, выпадают с окна, блядь? Вот вам не кажется, это шиза уже какая-то странная, блядь? А мне кажется так, что на самом деле те страны еще, блядь, не воспитаны, блядь, нормально жить, нахуй, блядь. Не воспитаны законом нормально жить у них, блядь. У них нет тех законов, которые, вы думаете, они существуют, как у нас, блядь. Даже у них законы порой, мне кажется, нахуй, хуже, чем в России, блядь, нахуй. Понимаете, нахрен? Если ты выпадаешь с окна, значит, ты, блядь, мафиозную какую-то хуйню, блядь, встрял, блядь. Ну ты в Дубае, как ты можешь мафиозную хуйню встрять, блядь? В крайнем случае, да? Тоже тупость, блядь. Поэтому я, исходя от этого, понятно, проститутки, понятно, нахуй, это, так сказать, они уже продали свою душу, так сказать, блядской жизни, ну, блядь. Не все же могут проститутки, блядь, умирать там, блядь, нахуй. Не все же проститутки, блядь. Люди просто поехали и сдохли, блядь. Поехали туда, сели в тюрьму, блядь. Поехали сюда, сели, опять что-то произошло. Даже вот пример возьмем, эти долбоебы Би-2 или кто там, помните, пару лет назад их за жопу взяли где-то в Таиланде или где-то там, блядь, в тюрьму запихали. За какой-то, просто за какой-то косяк, нахуй, какой-то, блядь. И запихали, и потом чуть в Россию не выдали, потом Израиль откупил их, нахуй, вытащил, блядь, в Израиль притащили. А то сейчас бы сидели бы, гнили бы, нахуй, в пидорасии, блядь, в тюрьме, как Навальный, эти Би-2. Да пусть похуй, они евреи пусть будут, похуй, не суть. Просто система дикости, нахуй, в тех странах еще не так сказать, не распознана нами.
Мы не можем понять. Я же говорю, когда я говорю про Японию, нам еще Японию тоже надо будет проверить, блядь. Когда мы говорим Япония, мы еще внутри Японии не были. Мы не знаем. Поэтому, как говорится, те, которые хотят создать Курултай Башкортостана и Татарстана, мы должны изведывать эти страны, понять их мораль, блядь. Кто они, что они, блядь. Посмотреть самые изощренные тюрьмы, нахуй, ихние. Посмотреть все, блядь, на земле и сказать, нахуй. Итак, значит, Китай нам не подходит, это не подходит, это не подходит. Значит, получается, и с теми странами, так сказать, дистанцию будем держать очень короткую, нахуй, блядь. Очень короткую, так, алды сатты, все. Купил, продал, больше нихуя ничего, блядь, нахуй. Никакие поездки, никакие, нахуй, отдыхи, блядь. Ничего не должно быть с ними, нахуй, до такой степени дохуя, блядь. Вот как обычно Татарстан любит ездить в Турцию, блядь. Пиши по Турции, да, блядь, нахуй. Я же вам до этого говорил насчет Турции, блядь. В Турции, блядь, если посадят, пизда, нахуй, блядь. Хуй ты с этой тюрьмы выйдешь, блядь. Вот такие тюрьмы там, блядь, нахуй. Понимаете, в Турции, блядь. Ничем не отличается от Вьетнама, блядь, или там Таиланда, блядь. Тюрьмы такие же, блядь. И это мне лично, чтобы не был пиздоболом, рассказывали братья-чеченцы. Их до хрена там наплыв был, они когда вот бежали, блядь. Вот эти они рассказывали, блядь. Пару лет назад, 3 года назад даже, наверное, рассказывали, блядь. В 2003 году я встретился с ними, они мне рассказывали. Как бы турецкие тюрьмы, это, ебаный в рот, говорит, это то же самое, что в России, блядь, говорит. Поэтому мы должны понимать, что Башкортостан и Татарстан создать должен вообще иную систему. Наша система не должна отличаться минимум от европейской. Вот я вам показывал в тот раз, вот это вот тюрьма. И она явно не гестаповская, блядь. Ведуха, то, что ты чувствуешь, что ты в тюрьме, да, вот этот берет психоз, блядь. Но она цивильная, блядь. Цивильная, везде кафель, нахуй. Везде чистота, порядок, блядь. Если ты убираешься, да? Не как этот мой шайтан, блядь, сосед, нахуй, блядь, грязнули, блядь. Если все, полы помыть, все, порядок навести, пыль протереть, блядь, охуенная камера, блядь, нахуй. Охуенная хата, блядь. Туалет, душ внутри, все внутри, блядь, нахуй. Никаких решеток на окнах, блядь. Вообще, блядь. Никоткуда ничего не дует, нахуй, блядь, да. Окошко маленькое есть, открываешь, закрываешь, блядь, все. Броня окно, блядь, нахуй. Хуй разобьешь это окно, блядь. Вот как-то так, блядь. Поэтому, как говорится, дверь тоже захлопывается сама по себе, блядь. Пожар пикает, все, блядь. Типи-мипи, блядь. Так что вот так, понимаете, блядь, и никакого, нахуй, протечки, нахуй, унитаз не воняет, нахуй, очков, дырка, как в России, туалет не такой, блядь, душ нажимаешь, кнопка, течет вода, блядь, горячая вода, блядь, только в кране холодная, и от того и называется, что это тюрьма, блядь, получается, во всех тюрьмах холодная вода, поэтому вот как-то так, понимаете? А я вам читал в тот день только про какую-то узкожопую, которую посадили куда-то в тюрьму в России. У нее все, холодная вода у нее все, блядь. Она охуевает там, блядь. Она, говорит, с трубы слила все, говорит, помыться, говорит, блядь. Какая-то труба там в хате была у нее. Она оттуда воду сливала, говорит. Вот и думаете после этого. А здесь даже труб нету. Здесь теплые полы, блядь. Трубу не нашли мы, блядь. Заебались искать. Трубы нету. Вон, из-за того, что холодно, сосед взял этот обогреватель, блядь. Потому бывает, что холодно, потому что здесь, как это, блядь, сырость, погода сырая, нахуй, внутри сыро становится, вот как-то так, блядь. Здесь погода такая, блядь, так сказать, блядь. Морозов нету, а сырость есть. Так что шунды халь, дуслар. Поэтому у нас очень много проблем, блядь. Очень много проблем, которые, блядь, не изучены, блядь. И если мы даже возьмем это Башкортостан, Татарстан, блядь, мы его должны будем привести в порядок. Вот эти гестаповские, блядь, системы должны мы истребить, блядь. Вот эти СИЗО, ШИЗО, блядь, хуизо, блядь, нахуй. Вот эти тюремные, блядь, юрисдикцию, эту сторону нужно будет очень тщательно проверить. Потому что, блядь, просто так, блядь, нахуй сидят. Я повторюсь именно ту сектантскую сторону, да, вот в прошлом году, если помните, или позапрошлом уже, посадили, блядь, татарок, блядь, Хизбут-Тахри, блядь. Повесили на нее, блядь, на них Хизбут-Тахри, женщин-мусульманок посадили в Казани, блядь. Понимаете, это беспредел.
Что я еще говорю, блядь? У нас не должно быть... момент еще. У нас не должно быть, блядь, закона сажать игиловцев или хизбут-тахрищиков, нахуй, и все вот эти сектантов в тюрьму. У нас не должно быть такого закона, блядь. Мы должны быть истинно мусульманской страной, Башкортостан и Татарстан, блядь. Сажать только по их действиям. Нарушил закон, посадили, а то, что он другой веры, блядь, и он сектант, за это нахуя сажать, блядь. И свидетелей Йогова даже мы не будем сажать, блядь. Хоть они нам нахуй не усрались, блядь. Нахуя их сажать, блядь. Сейчас ведь и за ними гонятся, блядь, в пидорасии. Свидетели тоже ебут, блядь. И хизбут ебут, и сектанты всех ебут. Понимаете? Нам что сказано? 78-79 течений есть? Есть. Аллах Та'аля нам сказал? Есть, все есть. Понятно? Значит, они тоже люди. Они есть, блядь. На том свете им ответ будет. А мы не должны им сейчас давать, блядь. Джазо, блядь. Biz ularga джазо berish mumkin emas hozir. Понимаете, это не наши компетенции такие хуйни делать, как путинососы, как другие страны, блядь. Сажают всех подряд, блядь, как Каримов, нахуй. Всех подряд сажал, блядь. Мусульмане все посадить, блядь. Пидорас, блядь. Понимаете, это не с точки зрения то, что я мусульманин, я говорю, а с точки зрения человечности. Человечности, блядь, нахуй. Мне похрен, пусть он будет евреем, похуй, пусть в Башкортостане живет, армяне тоже нормально, если он, пусть живет, блядь, не эти пидоры хабировские, блядь, если они нормальные, блядь, если они не дошнаки, блядь, так сказать, даже дошнаки, даже если даже будут, они же сейчас не дошнаки, блядь, так сказать, блядь, сейчас же уже нет той движухи, блядь, чтобы армяне пошли за русских убивать, нахуй, узбеков. Имеется в виду вот как-то так, блядь, понимаете, уже замять это все старое, блядь, нахуй, забыть, нахуй, но русский косяк никогда не забывать, нахуй. Во всем, нахуй, виновны, блядь, евреи и русские, все. Вот два вот этих пидорасийского народа, блядь, вот эти вот виновны. А здесь пусть янки виноваты, европейцы виноваты, это их проблема. Кстати, еще на днях такой вопрос где-то возникал, вот туда лезут, сюда лезут, блядь. Мы, люди, да, лезут, куда-то лезут. Вот долбоебы, блядь, про Мадуро говорят, спасти Мадуру надо, блядь, это Дуру, Мадуру, там спасти, тут спасти, блядь, про Сальвадор говорили, блядь, где-то, ну, я читаю, да, где-то, блядь, натыкаюсь я где-то. Скажу одно. Вот пока пидорасии бардак, блядь, мы ни в какие страны не можем лезть, блядь, и что-то диктовать. Потом, когда ты еще говорил, и вот это тоже я вспомнил еще, что вроде бы в новостях сегодня говорили, или что, блядь, ну, пидорасия это прет куда-то, лезет в какую-то другую страну и диктует что-то. Допустим, как вот этот, возьмем пример, Бразилию мах пихают. Вот, допустим, мы раздолбали Москву, уничтожили, Аллах берса, Башкортостан, Татарстан. Нам нахрен в Бразилию пихать свой мед, допустим, да? Хотят, возьмут. Не хотят, нет, нахуй туда идти и запихивать, безнабал, насотобал. Бразильцы, вы должны купить наш мед, блядь. Вот так же не поедем пихать, наверное. Нахуй, блядь, нам пихать туда Макс, блядь. Понимаете, вот примерно я так говорю, блядь. Вот этим движением нам не надо заниматься, блядь. Лишний геморрой, жопу искать не надо. Южная Америка в ебенях, пусть там и живут, нахуй они нам нужны, блядь. Понимаете, блядь? Узбекистан былай тугры, былай ишибиз бар, блядь, нахуй. Но это вам не должно быть звучать как эгоистическая сторона. Если им помощь нужна, блядь, зерно, хлеба нету, блядь, они голодом умирают, блядь, мы обязательно поможем, иншаллах. Проблем нету, блядь. Но вот эти движения, чтобы давай поехали купить там, или там движение, как Буркина-Фасо и Мали, блядь, идти искать золото, блядь, как это, блядь, пизду продавала, золото искала, в Сибирь ездила, прям, это стихи же есть русские, блядь. Вот такие движухи нам не нужны. Үзебездә былай иш, блядь, үзебездә бөтенләй бер бар, нахуй. Эшләргә генә кирәк, блядь, а без монда йөрибез, нахуй, чит телдә, нахуй, йөрибез. Кутак кошлап, блядь, чит телләрдә. Нәрсә барсың монда, блядь? Мин дөресен әйттем, мин туйдым бу чит телдән уже, блядь, нахуй. До такой степени туйдым икән, мин, блядь, знаете, вот реально
Сам тоже думаю, блядь, нахуй, куда-нибудь съебаться куда-нибудь, на остров, что ли, думаю, блядь. Только не к нему, блядь, долбоебу, блядь. Не его остров, блядь, вот куда-то, блядь. Как моя сестра всегда говорила, блядь, говорит, я съебусь на остров, блядь, куда-нибудь, нахуй. Ее мечта была с детства, блядь, куда ты съебешься на остров, блядь. Потом это тоже мысль приходила насчет острова. Вот, допустим, даже мы съебались на остров, блядь, представьте. На остров, блядь, медиков нет, школ нет. Кто там будет, блядь? Что ты там будешь делать, блядь? Че, блядь, джумовой будешь? Как джумовой жить, что ли, там будет? Пятница? Как пятница? Как это, блядь, сука, обезьянки, нахуй, будешь жить, блядь, на острове бананы жрать только, что ли? Да так, нахуй, не проживешь, блядь, ёпта. На океане купаться, потом рыбу ловить, нахуй, и так жить, блядь. Заболеешь тоже как-то, не знаю, блядь, в жопу, нахуй, банан засунул, лечиться будешь бананом, что ли? Как это все, блядь? Как это там, семьей жить, как роды принимать? Ну это же пиздец, блядь, нахуй. Тоже тупизм, блядь, жить на острове. Поэтому до такой степени нам изгаляться нельзя, блядь, над самим собой. Башкортостан и Татарстан это не остров, так что это огромная земля, огромная территория. Просто нам нужно создать свое какое-то тихое, красивое государство, где мы можем просто дружно жить с соседями. Вот и все. Нам нахрен что-то нужно лишнее, блядь. И проблемы создавать там или бегать по чужим землям, грабить, как сейчас грабит Москва, там Африку, еще какие-то там земли, да, ведь она пытается сунуться везде, создает гегемонию, да, ведь вот эти нам нужно будет отбросить. Обязательно. Если этим будет заниматься узкожопые в дальнейшем через Москву, это их проблемы, не наши. Главное, там не будет ни одного башкирта и татара. Вот самое главное, блядь. Они, если из узкожопых когда-нибудь создадут войска, блядь, мы посмотрим, блядь, сука, посмотрим. Пусть создают. Пусть создают свои войска, там, свое все. Без нас, блядь. Понимаете, без нас. Нужно им научиться жить без нас, блядь. Мы научимся жить без них, блядь. Мы, альхамдулилля, мы не тупорылые, мы сможем жить сами. Нам не надо, блядь, вот эта, сука, указка, блядь, с Москвы, блядь, которая по твоей голове тупит, нахуй. Хабиров, так не делай, по рукам бьют. Так не делай, так делай, так не делай. Вот это уже все. Надо отстать от этого, блядь. Особенно это сейчас, вот в данный момент, блядь, показывает, что, блядь, свое вот это отстать уже, блядь, каждому башкирту и татару должно дойти, блядь. Мына сіз іште отырасыз, блядь, Башқұртстан мен Татарстанда. Сіз оңғырау, что ли, блядь? Оңғырау кебек өзіңізді, блядь, шулай хиз итасыз. Мына мен шиттен шулай деп ойлаймын, блядь. Оңғыра баран кебексіз, блядь. Білесіз бе? Меня вот это обидно, блядь. Как можно видеть, блядь, столько убийства, блядь, столько дерьма, нахуй, и говорить, что Путин хороший, блядь? Какой нахуй? Вы же, блядь, при вот этой власти до этого докатились. За 26 лет вы докатились к этому. 26 лет, это же, блядь, сука, если вы в 2000-м кого-то родили, 26 лет, нахуй, было бы, и есть, блядь, вашему ребенку, вот этот вот 26 лет твой ребенок, ваш ребенок, вот ваш результат, блядь. Что, к чему вы дошли, блядь? Вы дошли, блядь, полным отстою к тому, что ваша вот эта жизнь за 26 лет ничего не изменила, ничего не создала, блядь. Просто прожили 26 лет и до сих пор не можете понять, блядь. Ну вот этому 26-летнему своему ребенку хотя бы что-нибудь оставь путевое, блядь. Понимаете, вот что вас должно волновать, блядь. Вы, базара нет. Вы скажете, блядь, ну я дом сделал, машину сделал, это сделал. Да нахуй это нам надо, блядь. Ты сделал только себе. Ты эгоистично сделал себе, блядь. А государство что ты сделал, блядь? Башқұрт білен татарны размножениесіне, башқұрт білен татарны тіліне, блядь, мәктәбіне, жеріне, конце концов. Милләт үшін нәрсе эшләдің сен? Нәрсе эшләдің сен, мына шу 26 ел Путин вақытында нәрсе эшләдің, блядь? Қолыңнан нәрсе келді эшләргә? Нихуя. Одним словом, бір нәрсе келмәді, блядь. Куттак, блядь, майға бутап, майы да юғалы ана, блядь. Понимаете? Он пару дней снимаю вам цены в магазинах. В ТикТок и туда-сюда Ютубы загружаю. Видите, наверное, да?
Вот вы сравните теперь европейские цены и цены. Сегодня аж сестра мне написала, говорит, блядь, говорит, у вас, оказывается, дешевле, чем у нас, сказала она из Крыма. В Крыму, блядь, дороже, ну, получается, в России дороже продукты, чем даже в Европе, блядь. Понимаете? Вот до чего вы докатились, блядь. Если вы у себя, блядь, вешаетесь покупать продукты, значит, получается, у вас с деньгами вроде бы и есть, и в то же время дорого. Потому что это резкое увеличение называется. Было, допустим, раньше, блядь, там, литр масла, блядь, какого-то подсолнечного 50 рублей. Или там, а сейчас вроде бы, сколько там у вас, может, 100 рублей, 200, наверное, я не знаю. Сколько она стоит, блядь. Вот как-то так у вас выросло, понимаете? Резко выросло, блядь. Если по граммам печенья только я понял, 100 грамм печенья каких-то, блядь, овсяных 50 рублей, да, 49 в пятерочке. Килограмм, значит, 500, блядь. Вот и думайте, килограмм 500, это 5 евро килограмм, блядь. Блядь, ну даже в Европе килограммами, если покупаешь, я думаю, не 5 евро, блядь, сука. Я думаю, дешевле можно найти, блядь, сука, печенье. Ну, овсяного тут нету, ну, пиздец дорого, нахуй, я думаю, блядь. Овсяное есть в русских магазинах, оно стоит дорого, блядь, базара нет. Полкило там стоило вроде бы 3 евро, там, наверное, вот так где-то, блядь, примерно. Но оно привозное, оно откуда-то привозится, блядь, тоже из какой-то страны Европы, там, то ли в Литве, то ли в Латвии делается. Эта овсянка делается здесь, она не привозится оттуда прямо. Она где-то здесь, в Германии делается, нахуй. Примерно так. Поэтому, что я могу сказать, блядь, что цены выросли у вас из-за того, что, блядь, у вас вот этот, блядь, Набиуллина, нахуй, намудачила все это там, блядь, нахуй, вот этой войной, блядь. Вот поэтому и выросла, блядь. Потому что она уже не смогла контролировать, нахуй, этот минус, блядь. Она уже не может откуда-то перекрывать, блядь. Как она раньше пыталась перекрывать его. Откуда-то брали бабки, перекрывали. А сейчас уже не могут они перекрывать, блядь. Понимаете? Так. Так, время сколько у нас? Время 2, да? Так, 3:25 я с вами, да? Так, у меня батарейка садится жестко. Сейчас мы еще посидим с вами. Меня не рубит пока еще. Так, сейчас у меня есть этот аккумулятор. Мы сейчас запихаем. А то этот садится, блядь, батарейка. Сейчас я этот YouTube вырублю, короче. И еще раз выйду, короче. Потому что 3 часа хватит, потому что люди не смогут дохуя смотреть. Сейчас я выйду, сейчас YouTube